Текущий год в Южной Осетии объявлен годом памяти. Памяти по безвинным жертвам геноцида осетинского народа. Прошло 100 лет с 1920 года, со дня, когда грузинские карательные бандформирования прошлись по Южной Осетии огнем и мечом. В советский период грузинское руководство делало все возможное для огрузинивания осетинского населения внутренних районов Грузии. К фамилиям осетин добавляли грузинские окончания, переводили письменность в Южной Осетии на грузинский алфавит и так далее. С 23 ноября 1989 года грузинские националисты продолжили свои бесчинства с применением всех видов вооружения. Военная агрессия Грузии против Южной Осетии длилась 19 лет. Мечтам грузинских националистов не суждено было сбыться. Россия пришла на помощь братскому осетинскому народу и признала независимость Южной Осетии 26 августа 2008 года. С того дня Южная Осетия воспряла из руин и строит свое светлое будущее. О жестокостях грузин по отношению к миролюбивому осетинскому народу в 20-х годах 20-го столетия писали и продолжают писать и говорить многие видные деятели осетинского народа. В своих бессмертных произведениях поступательно и ярко об этом писали и пишут поэты, писатели Арсен Коцоев, Сосрыко Кулаев, Чермен Бегизов, Харитон Плиев, Алан Остаев и многие другие. На юге и севере Осетии этим вопросом занимались и занимаются многие видные ученые, историки. Общественные деятели Руслан Бзаров, Марк Блиев, Юрий Гаглойты, Гиви Гатикоев, Валерий Дзюдзоев, Коста Дзугаев, Мурат Джоев, Константин Пухаев, Владимир Санакоев, Таймурас Таттаев, Казбек Челехсата и другие. Тема геноцида для народа Осетии всегда на повестке дня. В Юго-Осетинском государственном университете состоялась масштабная международная конференция геноцида осетинского народа. Мир переживает не лучшие времена в связи с пандемией коронавируса. Поэтому многие участники конференции посредством прямых включений или записи докладов, но все-таки приняли участие в ее работе. Добрый день. 2020 год указом президента Республики Южная Осетия обозначен как год геноцида осетинского народа. Исполняется 100 лет этой дате, трагическая для нас, для всех. И вот приурочили конференцию сегодня, потому что сегодня еще и день Ирейской трагедии. И я бы хотел, чтобы регламент, который мы сегодня обозначим, чтобы мы его выдержали. У нас сегодня 2 доклада и 13 выступлений. К сожалению, из-за разных причин гости не приедут, но мы договорились и организовали техническую возможность, чтобы они доложили свои доклады через интернет в режиме онлайн. 2 доклада будут в записи, а 2 доклада будут по скайпу. Те, которые по скайпу, понятно, можно будет с ними общаться, задавать вопросы. Те, которые в записи, понятно, что такой возможности не будет. Прежде чем я дам слово докладчикам, я бы хотел предоставить слово президенту Республики Южная Осетия Анатолию Ильичу Бибилову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Приветствую, конечно же, тех, которые к нам присоединятся по скайпу. И, конечно, поприветствовать тех, которые будут участвовать в формате представления своих докладов именно в виде записи. Без сомнения, конечно, очень важно нам, в первую очередь, осетинам, пролить свет на те трагические события, которые у нас происходили в 20-х годах прошлого века. И тут важное значение, без сомнения, имеют и будут иметь работы наших ученых, историков, тех людей, которые непосредственно изучают фактологию тех трагических событий. Очень хорошую книгу выпускает Константин Петрович Пухаев. Очень много работы провели наши коллеги в Северной Осетии, тот же Руслан Бзаров, который выпустил книгу «Геноцид осетинского народа». Вот на этом я хочу сакцентрировать внимание. У нас не может быть трагедии отдельно осетинской и отдельно северо-осетинской. Если мы один этнос, если мы один народ, то все трагедии, которые происходили и в южной части Осетии, и в северной части Осетии, они относятся к трагедии осетинского народа. Мы не можем
воспринимать трагедию Бесланскую как трагедию Северостинскую. Мы не можем воспринимать грецкую трагедию, которую сегодня мы как раз проводили памятные мероприятия, воспринимать это как трагедию южных осетин. Более того, мы прекрасно знаем, что национальности Южной Осетин или Северной Осетин не существует априори. Поэтому все эти трагедии, они трагедии осетинского народа. И, конечно, если уместно такое выражение, главенствующую такую трагическую роль здесь имеет трагедия 20-х годов. Я сегодня в своем выступлении подчеркивал, и сейчас хочу заметить или отметить, что геноцид 20-го года, он все это время не был изучен, первое, и не был осужден. Это второе. Вот второе самое главное. Ведь именно то, что в советские годы геноцид пытались и сделали все-таки, и перевели его от геноцида в виртуальную, скажем так, классическую борьбу большевиков, меньшевиков, это как раз оставило фундамент для грузинского сегодня, и вчера, имеется в виду вчера, 90-е годы, 89-92, оставило как раз для них основу для того, чтобы они продолжили, подчеркиваю, продолжили геноцид осетинского народа. Это продолжение было и в 2004 году, и в 2008 году. Это звенья одной цепи геноцида осетин и 20-й год, и 90-е годы, и Зарская трагедия, и Ирецкая трагедия. И то, что мы все с вами помним, что через дорогу нижнюю, как бы мы его называем, через Тамарашен-Чех, каждый человек подвергался фактически угрозе уничтожению. Мы прекрасно с вами знаем факты такие, когда убивали людей, простых людей. Можно взять и вспомнить пример пожилого человека Маргиева, который был зверски убит, непонятно ни за что, именно по этой дороге. И таких примеров мы можем привести очень много. Расстрел тех же людей, которые переезжали из Джабы в город Схимвал, их в упор расстреляли. Да, военнослужащие, но от этого они не перестают быть осетинами, и от этого они, значит, не могут быть не причислены к тем фактам преступности, которые совершало грузинское руководство на протяжении многих и многих лет. И эти многие лета, они сегодня вышли уже, скажем так, к столетней памятной даты геноцида осетин. Мы в первую очередь сами должны говорить, должны доводить до мирового сообщества о факте геноцида. Никто за нас этого делать не будет. И не надо пытать иллюзии, что там другие государства вместо нас какие-то работы будут проводить. И нет, этого не будет. Этого никогда не было. Если мы возьмем геноцид армянского народа, то геноцидом армянского народа занимались армяне. Если мы возьмем геноцид киприотов, то доведение до мирового сообщества этой трагедии занимаются сегодня сами киприоты. Да, их геноцид тоже признало несколько стран, но говорить о том, что мировое сообщество признало геноцид киприотов, этого мы не видим. Но говорить, доводить, доказывать, показывать, что действительно был факт геноцида, это наша обязанность перед памятью тех людей, которые были уничтожены, и наша обязанность перед будущими поколениями осетин, которые должны в полной мере знать, что же произошло в 20-е годы 20-го столетия, почему это произошло, почему мы связываем геноцид 20-х годов и говорим, что этот геноцид продолжился вплоть до 2008 года.
Мы должны оставить историю именно такой, которая она была на самом деле. С фактологией, с фактами. И сегодня много людей, которые помнят рассказы своих бабушек, своих дедушек. И все это, конечно же, без сомнения, надо собирать. Почему мы называем продолжением геноцида? Ведь геноцид, если бы он был непосредственно связан с теми осетинами, которые проживали в Южной Осетии, тогда мы не можем говорить о тех преступлениях, убийствах, которые совершались внутри Грузии. И на сегодняшний день у нас есть очень много пропавших без вести этнических осетин, которые уничтожались опять-таки в 90-х годах. У Мурата Кузьмича все эти данные по всем этим фактам есть. Так мы это представляли и на женевских дискуссиях. Что касается формата, где мы должны и как доказывать факт геноцида осетин. В любом случае, то, что женевский формат есть, насколько он есть, мы, конечно же, должны поднимать этот вопрос на женевских дискуссиях обязательно. То, что всю эту фактологию необходимо представить во все международные организации, это Евросоюз, ОБСЕ, и ПАСЕ, и Организация Объединенных Наций. Конечно, мы все эти документы должны разослать во все посольства государств, которые представлены в Российской Федерации. Мы это обязательно должны сделать через наше посольство, официально переслать всем факты геноцида. И призвать осудить геноцид не только армян, не только киприотов, но и факты геноцида и геноцида осетинского народа. И если еще были такие случаи в мире, то я думаю, что вообще геноцид сам по себе, он должен быть осужден мировым сообществом. Я еще раз повторюсь, если было осуждение геноцида в те годы, там, 30-е, может быть, 50-е, 60-е годы, то вряд ли мы бы получили то, что у нас творилось в 90-х годах. Вряд ли мы получили 2008 год. Потому что все бы прекрасно знали, какую идею националистическую, фашистскую проводит все это время правительство Грузии. И сегодня они не изменили этому курсу. И сегодня мы слышим, что осетины геноцид придумали для того, чтобы создать очередной очаг напряжения. Но ведь геноцид не осетины придумали. Геноцид придумали по отношению к осетинам. И поэтому, конечно, это действительно очаг. Это действительно очаг противостояния политического, человеческого, да любого. А чтобы этот очаг как-то локализовать, для этого в первую очередь само правительство Грузии должно осудить тот геноцид, который происходил по отношению к осетинам. Тогда мы можем говорить с ними, тогда мы можем общаться, тогда мы можем разговаривать и выходить на какие-то новые позиции. Но я уверен, что на сегодняшний день политического мужества у руководства Грузии нет, и они этого не сделают. Они будут отрицать очевидные вещи, которые изложены даже самим непосредственным исполнителем этого геноцида Джугели, который непосредственно занимался и непосредственно восхищался, как горят осетинские дома. Но у нас есть факты, когда уже после этого геноцида целые комиссии были и рассмотрения были, чтобы обратно возвращали, когда начали люди возвращаться обратно, чтобы обратно возвращали угнанный скот в Горе или в Сачхере. Эти факты же есть, это все находится в архивах. Еще много, я считаю, предстоит сделать для того, чтобы в полном объеме показать всю трагичность событий, которые происходили в 2020 году. Более того, я не историк, но исходя из той фактологии, которая есть, мы имеем право и должны причислить к факту геноцида, в том числе и отправку мужского населения
на так называемую Бургустанскую войну. Это тоже привязано. Почему именно в 2020 году, почему после уничтожения людей, этих же жителей Южной Осетии, мужское население отправляют на войну? По чьему приказу? И мы увидим, что это было продолжение той трагедии, которая была в Осетин. Я глубоко убежден, что, конечно, определенное, скажем так, сопротивление со стороны международных структур будет, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что на сегодняшний день грузинское лобби, оно очень сильное. К сожалению, мы пока, как республика, не представлены в европейских международных организациях, в мировых международных организациях. И мы также громко, как сегодня могут представлять представители Грузии, факты те или иные по отношению к Осетии, мы так громко не можем защищать. Но в то же самое время есть очень много способов и возможностей достигать тех целей, которые мы сами перед собой ставим. И одна из этих целей, основных, главных, все-таки доведение до мирового сообщества факт геноцида осетин со стороны Грузии. Конечно, мы будем проводить очень много мероприятий. И, конечно же, опять-таки, самая главная задача – это доведение нашей позиции до международного сообщества. И не менее главная задача, еще раз повторюсь, это ответственность перед будущими нашими поколениями. Чтобы они знали, какую историю осетинскому народу пришлось пройти и как тяжело было выстоять и выжить осетинскому народу. Вот эту историю наши будущие поколения и сегодняшние поколения, которые растут, должны знать. И знать это на фактах. Я хочу пожелать уважаемой конференции плодотворной работы. Уверен, что те материалы, которые здесь будут представлены, и те доклады, которые будут на этой конференции, они, надеюсь, выйдут отдельной брошюрой, которая, наверное, организует как раз ректорат нашего университета. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Ильич. Еще недавно у нас проходила научно-практическая конференция «Образ России и Южной Осетии в условиях информационной войны». И вот уже вышел сборник докладов. И по итогам сегодняшней конференции мы издадим сборник докладов. И также будем иметь возможность, чтобы в подарочном фонде университета они были, а также в библиотеке, в читальном зале нашего университета. Сегодня у нас два доклада. У нас есть ученые, слава богу, которые делают немало, чтобы тема геноцида с научной точки зрения была исследована как можно глубже. И одним из таких наших видных ученых, безусловно, является Ухаев Костя Петрович. Тема доклада «Геноцид 1920 года. Неприходящая боль осетинского народа». Пожалуйста, Костя Петрович. Уважаемые организаторы и участники конференции, уважаемое Высокое Собрание, позвольте выразить признательность за приглашение к участию в настоящем научном форуме. Я предметно занимаюсь темой, вынесенной в повестку дня настоящей конференции, а потому надеюсь, что мой небольшой доклад вызовет интерес у присутствующих. В связи с приближающимся столетием геноцида осетин, этой теме уделяется возрастающее внимание общественности Республики Южная Осетия. Напомню, что президентом нашей страны Анатолием Ильичем Бибиловым была образована комиссия по увековечению памяти жертв геноцида, которую он сам и возглавляет, и которая разработала и последовательно реализует специальную программу памятных мероприятий. Одновременно хочу сказать, что активизация темы геноцида у осетин не осталась незамеченной и нашими оппонентами. Об этом чуть раньше сказал уже президент. Так, государственный министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихалашвили недавно заявила, что разговоры
о геноциде осетинского народа являются манипуляциями неисторической данностью. Такое заявление Анатолий Ильич справедливо назвал верхом цинизма. А профессор Тбилисского государственного университета, известная своей осетинофобией Лела Саралидзе, и вовсе считает геноцид Остин очередным мифом остинских историков. В связи с этим вот на что хотелось бы обратить ваше внимание. Об этом тоже только что уже было сказано, я чуть подробнее скажу. Грузинские обществоведы усматривают в событиях 1920 года совместное революционное выступление остинских и грузинских большевиков против их общего врага меньшевиков. То есть видят в этом лишь проявление классовой и межпартийной борьбы. А если это так, то почему грузинскими гвардейцами не было сожжено ни одного грузина населенного пункта Южной Осетии и даже ни одного жилища грузин, а ворвавшимися в Цхинвал 12 июня 1920 года грузинскими головорезами не был убит ни один грузин, будь то большевик или меньшевик, а были вырезаны горожане исключительно остинской национальности. Уместно отметить в связи с этим и то, что позиция, занятая грузинскими большевиками в решении остинского вопроса, как они называли тогда, мало чем отличалась от позиции их классовых врагов меньшевиков. Фактический выезд в отношении Южных Остин. О чем свидетельствует тот факт, что вооруженное выступление осетин в июне 1920 года было фактически спровоцировано грузинскими большевиками. Об этом тоже достаточно хорошо известно. И почему осетины выступили фактически в одиночку, поскольку им не была оказана обещанная поддержка всеобщим вооруженным восстанием в Грузии. Слишком много почему возникает при ближайшем рассмотрении вопроса. Мы исходим из того, что вооруженное выступление осетин летом 1920 года следует изначально квалифицировать как проявление национально-освободительной борьбы остинского народа. Порой приходится разъяснять и то, почему мы говорим о геноциде остинского народа, а не южных остин в частности, о чем только что сказал также Анатолий Ильич. Ответим так. Во-первых, общеизвестно, что никогда в своей многовековой истории Осетия в целом, ни отдельно взятая ее часть, не входили в состав грузинского государства. А посягательства грузинских князей на остинских крестьян всегда получали должный отпор. Не лишне напомнить и то, что в 1774 году в состав Российской империи добровольно вошла Единая Осетия, а не разделенная на Южную или Северную. И лишь только так называемым российско-грузинским мирным договором от 7 мая 2020 года Советская Россия признавала территорию нынешней Южной Осетии в составе Грузии. И то, прошу обратить на это внимание, и то при условии предоставления Грузией права на самоопределение проживавшим там нациям. Впрочем, этот договор де-факто меньше чем через год утратил свою силу. Примем во внимание и то, что на сегодняшний день мировым сообществом признаны геноциды армян и Холокост, при этом почему-то те же армяне и те же евреи локализуются не по месту совершения в их отношении преступлений геноцида, а по их национальной принадлежности. То есть определяющим моментом здесь принято считать геноцид народа, независимо от места его совершения. Именно поэтому мы и говорим о геноциде осетин, а не выделяем осетин, населявших территорию современной Республики Южная Осетия. А к сведению упомянутых выше Кетеван Цихелашвили, Лели Саралидзе и же с ними, мы сошлемся на фактический материал в качестве бесспорного свидетельства преступления геноцида, учиненного правительством Грузии в отношении остин в 1920 году. Хотя полагаем, что этот материал он достаточно неплохо, хорошо должен быть известен и этим самым сановным грузинским ученым. Итак, в начале июня 1920 года освободительная миссия подразделения Остинской бригады, сформирована во Владикавказе в конце весны 2020 года, в течение нескольких дней
завершилось взятием 7 июня Цхинвала и провозглашением здесь на следующий день, то есть 8 июня, советской власти на всей территории Южной Осетии, как тогда было определено от ОНИ до Тушети. За те несколько дней, пока лидеры освободительного движения решали организационные вопросы, а сами участники боев праздновали победу, это тоже следует отметить, власти Грузии оперативно подготовились к силовому и окончательному решению осетинского вопроса. Пребывая в состоянии войны с советским Азербайджаном, там были у них взаимные претензии по Боршалинскому уезду и так далее. Так вот, меньшевистская Грузия срочно заключила с Азербайджаном мир на невыгодных для себя условиях. Это позволило ей перебросить на границу с Осетией мощные дополнительные силы, включая 8 пехотных батальонов, 2 батареи артиллерийские с горными пушками, кавалерийский полк и даже боевую авиацию. Противостоял этой силе на линии фронта протяженностью 10 километров, линия фронта была 10 километров, и противостояли вот этой огромной массе всего лишь 500 защитников Южной Осетии. Да? То есть получается, что 50 человек на каждый километр защищало. Как им было выстоять, конечно, вопрос. Так вот, мрачная тень неизбежного предстоящего кровопролития нависла над городом. Ситуация накалялась с каждым часом, и вот наступил рассвет 12 июня, когда грянул первый артиллерийский залп. Несмотря на проявленный массовый героизм, к полудню ряды бойцов бригады заметно поредели. Давала о себе знать и острая нехватка боеприпасов. Немного отвлекусь от текста, просто жесткие рамки регламента не позволяют рассказать о том, что на этих близких высотах повторил подвиг, вернее, и подвиг этого Хубежева, который в одиночку отбивался от наседавших на него грузинских войск, попросил лишь только побольше патронов и в одиночку отстреливался. Он был дважды ранен, потом еще раз ранен. И лишь только получив смертельную рану, ранение смертельное, он там погиб. И только после этого его позицию заняли джугелевские эти гвардейцы. И здесь его уже мертвого растерзали в клочья. И что интересно, вот этот же подвиг практически на том же месте повторил 70 лет спустя Владислав Чуев, басмач. Но история имеет обыкновение повторяться, да? Так вот, поредели ряды бойцов, давала о себе знать и острая нехватка боеприпасов. Тем временем уже запылали окрестные осетинские селения, обстреливавшиеся из дальнобойных орудий зажигательными снарядами. Вдоль ущелья Большой Ляхвы потянулись и первые стихийные колонны беженцев. В таких условиях на передовые позиции защитников поступил приказ командующего МАТЭ Санакоева об организованном отступлении и прикрытии колонны беженцев. Цхинвал фактически оказался беззащитным перед многочисленными, жаждущими крови грузинскими гвардейцами. Прошу всех запомнить эту дату. 12 июня 1920 года, когда после полудня в Цхинвал ворвались тысячи вооруженных до зубов гвардейцев. Каратели без промедления приступили к выполнению возложенной на них задачи, к физическому истреблению осетин. То, что 12 июня происходило в так называемой Остинской слободке города, мы все хорошо знаем, что это такое, да, Остинская, и где она располагалась, иначе как кровавой бойней назвать трудно. Здесь компактно проживали представители исключительно остинских фамилий Головановых, Ханикаевых, Кулаевых, Засеевых и некоторых других. Вскоре в Остинской слободке не осталось ни одного уцелевшего дома, все они были разграблены и сожжены. Достаточно отметить, что ни один из оставшихся в Цхинвале 50 осетин в этой бойне не спасся. В течение ближайшего часа были застрелены и заколоты мирные жители Падо Кулумбегов, Гиго Абаев, Гиго Тибилов, Николай Джоев, Гавриил Ханикаев, Бришка Гаглоев, Ната Кулаева, Арчил Сланов и все остальные. Убивали исключительно осетин, мужчин и женщин, стариков и детей.
И не только тех, кого заставали на улицах или во дворах. Отметим еще такой факт. Прятавшихся на чердаках и в подвалах осетин выдавали гвардейцам соседи грузины, обрекая их на верную гибель. Это тоже зафиксировано, и от этого тоже никуда не уйдешь. Запомним мы слова непосредственного участника событий 12 июня, известного впоследствии остинского писателя, полковника в отставке Николая Гаглоева. Он утверждал, что это был день, цитирую, когда с гиком неслась страшная смерть, а по канавам рекой лилась кровь. Именно об этом дне так писал классик остинской литературы Цомак Гадиев. Авсемарта Элгест Фават Чи Ферох Канахаша Сабун, Чи Напорозноган Хашатук. Хорошо бы помнить эту зловещую дату тем же Кетеван Цихалашвили, Леда Саралидзе и же с ними. А уж если им столь ненавистны остинский язык и все остинское, то пусть читают бесценное творение, дневник своего героя Валико Джугели «Тяжелый крест». Это ведь своего рода Майн Кампф, только грузинского разлива. Не менее гуманными методами решали остинский вопрос грузины и в других населенных пунктах. Известный остинский историк Иван Схавребов зафиксировал воспоминания, в которых рассказывается о том, как грузины, ворвавших в их родовое селение Хслеб, застали в доме его постельного больного деда, 80-летнего. Кстати, вчера вечером прошла эта передача по местному телевидению, смотрели, наверное, да? Да. Так вот, его тут же обезглавили, а отрубленную голову выбросили в огород. Сколько потом они искали эту несчастную голову, да? Вот, другого жителя соседнего села Сачри, настигнутого в лесу, они тут же повесили на суку. Еще один пример, скажем так, доблести грузинских гвардейцев. На сей раз они решили устроить публичную казнь крестьянина из селения Хитагурова Василия Джоева. Для начала у него отрезали уши, затем язык, затем губы, а перед последующим далее расчленением еще и выкололи глаза. Вот он, пожалуйста. Не подлежит забвению и зверский расстрел 13 коммунаров 20 июня 2020 года. Это были в большинстве своем простые крестьяне, плененные в поле, и которые не имели никакого представления о коммунарах. После недельного заточения в подвале частного домовладения Ивановых, расположенного напротив храма Пресвятой Богородицы в Цхинвале, их расстреляли за Сгудерским холмом за городским кладбищем. Верхом цинизма также представляется нам и призыв грузинского священника Алексея Куанчахадзе, которого свезли туда же, и который требовал от коммунаров покаяния невесть в каких грехах. Конечно, и это преступление, как одна из позорных страниц в длинном мартирологе злодеяний грузинских демократов, не подлежит забвению поколениями остин, отзываясь неутихающей болью в наших сердцах. Не забудем мы и о горькой доле остинских беженцев. Стихийность исхода осетин и их неконтролируемой регистрации не позволили определить точную численность беженцев, хотя определенные подсчеты, в частности, нами тоже произведены. Так вот, самый приблизительный арифметический подсчет позволяет нам судить об общей численности остинских беженцев, приближающейся к 50 тысячам человек. 50 тысяч человек. А было нас всего сколько? 70 500 человек. Ну, об этом еще скажем. Исход осетин в июне 2020 года – это еще одна позорная страница истории грузинской демократии. Он, пожалуй, сопоставим с известным библейским исходом. Матей Санаков в своих воспоминаниях позже писал, что, цитата, «людей было так много, что они не вмещались в ущельях. Это было что-то невообразимое. Уходили больные, немощные старики и старухи, мужчины с нехитрым крестьянским скарбом, женщины с грудными детьми. Уходили семьями, селениями и даже целыми фамилиями по весенней распутице, по каменистым тропам и промерзшим насквозь ледникам и скалам. Шли они, превозмогая боль и горечь удела беженца, предпочитая выпавшие на их долю испытания позору издевательств со стороны грузинских извергов.
Не каждому удалось выжить в этом исполненном драматизма походе. Профессор нашего университета Зарбек Петрович Джабиев поведал нам о том, что из 40 жителей селения Цамат 18 погибли в пути, а из 97 жителей селения Гаситаколдам вернулось только 43, из которых 6 умерли в течение ближайших 2-3 дней, уже вернувшись домой. Приведем и такой случай, когда 12 жительниц селения Гуфта замерзли на Рукском перевале, и лишь на следующее утро их окоченевшие тела были обнаружены следовавшими за ними односельчанами. Упоминавшийся выше Матей Санакоев приводил примеры, когда женщины вместе с детьми бросались в бурлящие потоки горных рек, дабы не попасть в руки гвардейцев. Участник тех событий Виктор Гасиев в своих воспоминаниях приводит один из многочисленных примеров, когда с высокого утеса в окрестностях селения Хоце-Джугелевские гвардейцы догнали мать и ее 18-летнюю дочь. Грохот, разбухший от ливня реки, разрезал крик 2 гордых горянок, матери и дочери, бросившихся в реку с криком «Худи ногам марат хоздар». В литературе описан не один случай, когда астинская мать, у которой на руках от голода умер младенец, следом за ним и сама бросалась в бурные потоки рек. Приведу еще один пример. В составе первого потока беженцев преодолел перевал и Григорий Санакоев со своей многочисленной семьей. Это были его супруга с сестрой и престарелыми родителями, а также 4 детей, младший из которых, Маня, была всего 10 дней от роду. С трудом разместились они в пригороде Алагира, селение Салугарда. Здесь вскоре погибли сестра супруги Григория и их родители. Выкопав в поле неглубокую яму, Григорий кое-как, без гробов и погребальных ритуалов, похоронил их. Еще через несколько дней погибли и 3 его детей, которых ему пришлось хоронить там же и таким же образом. Из многочисленной семьи к родным пепелищам смогли вернуться лишь Григорий с супругой и крошечной Маней. Таких примеров, к сожалению, можно привести несчетное множество. Нравится это кому или нет, но мы, нынешнее поколение свободолюбивого астинского народа, не должны забывать, пусть даже и самые мрачные страницы нашей истории. Чтобы уважаемые участники конференции составили масштаб трагедии астинского народа, приведем просто сухие факты последствий карательной экспедиции грузинских вооруженных сил против Астин в июне 2020 года. Традиционно считается, что непосредственно от рук агрессора погибло 5279 человек. Хотя есть и другие альтернативные данные, это уже грузинских авторов и различных комиссий, которые в разы уменьшают эти данные. Но традиционно считается 5279 человек. Теперь, из них 1375 женщин. Какие это были боевики или партизаны? Женщины 1375. И что уже совсем не укладывается в голове, это 1844 ребенка. Дети. А это значит, что каждый 3-й из убитых был ребенком. К числу жертв геноцида, безусловно, следует отнести и тех беженцев Астин, которые погибли при переходе через Кавказские перевалы и в местах временного расселения. В таком случае общее число жертв геноцида приближается к 18 тысячам человек. Если принять во внимание то, что по переписи населения 1917 года численность Астин на территории современной Южной Осетии составляла 70 500 душ обоего пола, то получается, что погибли более четверти из них, то есть почти 1/3 часть. А это, простите, уже сродни демографической катастрофе. Наконец, еще об одном преступлении, которое было допущено правительством Грузии в отношении Астин и которое международным правом также квалифицируется как геноцид. Я имею в виду предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. А вот теперь посмотрим.
Фактически уничтожив Южную Осетию, грузинское правительство приступило к полному очищению опустошенной территории от астинского элемента. Для этого покинутые изгнанными астинами населенные пункты заселялись грузинскими крестьянами-горцами. С этой целью была образована даже специальная правительственная переселенческая комиссия. Эта комиссия незамедлительно приступила к реализации самых жестких антиастинских мероприятий. Так, к началу 2021 года в опустевшие села Джавского района были заселены 104 грузинские семьи, а в селении Знаурского района вдоль реки Прони 200 семей. На укрывавшихся в лесах астин беженцев устраивали специальные облавы и так далее, так далее. А чтобы окончательно избавиться от оставшихся на родине осетин, было принято простое, как казалось бы, решение об их выселении в безводную и безжизненную Караязскую степь. Вот старшие, наверное, помнят, Караязы — это огромный полигон Закавказского военного округа, где только и ползают из живности, скорпионы и ничего более. Это безводная, безжизненная степь. Спрашивается, на что, если не на полное физическое уничтожение астин, было рассчитано такое решение грузинских властей? Злоупотребляю хатыр сейчас. Не утруждаю уважаемую аудиторию ужасающими картинами злодеяний правительства Грузии, процитирую астинскую газету «Кермен» от 28 сентября 2020 года. Вот что она писала. В ущельях юга истребили половину нашего народа, умыли нас кровью и слезами, в голодных горных теснинах перебили наших детей, жен и стариков, сожгли наши дома, черным дымом пожарищ наполнили наши ущелья. Думаю, что к этому и добавить-то уже нечего. В завершение адресую вам, уважаемые коллеги, резонный вопрос, что есть геноцид, если не это? Надеюсь, что у вас, как и у меня, ответ на поставленный вопрос лежит на поверхности. Уважаемое Высокое Собрание, переводя хоть и малую часть преступлений грузинских гвардейцев, я вовсе не преследую цель разжигания национальной розни между астинами и грузинами. Да, даже принимая во внимание присущую менталитету нашего народа толерантность, я призываю помнить и не забывать о нанесенной моему нашему народу боли. Знать и помнить, чтобы отбить охоту у кого бы то ни было повторения геноцида свободолюбивого астинского народа. Но при этом я преследую и совершенно другую цель. Доказать факт геноцида астин и внести свою, пусть и скромную лепту в восстановление истории в своих правах. Спасибо за внимание и проявленное вами терпение. Спасибо, Густав Петрович. Я хочу вам представить человека, которого мы сейчас послушаем в записи. Это Сергей Николаевич Ильченко, журналист, главный редактор газеты «Культурный Петербург», автор и ведущий программ «Радио Петербург», доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета. Он приобрел на свои средства билеты, авиабилеты, чтобы к нам приехать, но получилось так, что руководство университета, где он работает, запретило своим сотрудникам выезжать за пределы России, поэтому так получилось, что мы вынуждены будем послушать его в записи. Но он обещал приехать к нам в ближайшее время и дать мастер-классы сотрудникам и студентам, сотрудникам ЮГУ-ТВ и студентам специальности журналистика. Я думаю, что мы с удовольствием примем его как почетного гостя. Когда мы его пригласили для участия в работе конференции, он изъявил желание выступить. А вы знаете, что когда нам оказывать поддержку в этом непростом вопросе, в вопросе признания геноцида астинского народа, этого человека мы можем спокойно назвать своим другом, другом астинского народа. Александр Константинович, включите, пожалуйста, тема доклада «Информационный геноцид Южной Осетии в 21 веке». Здравствуйте, дорогие участники конференции. Здравствуйте, уважаемое руководство Республики Южная Осетия Алания. Здравствуйте, уважаемые руководители Южно-Осетинского государственного университета. Я рад вас приветствовать из Санкт-Петербурга и заочно принять участие в замечательной и очень острой по своей теме конференции, посвященной юбилею геноцида южно-осетинского народа.
В силу обстоятельств, связанных с разбушевавшимися медицинскими бурями над нашей планетой, я не смог добраться до вашей столицы, до вашего университета, поэтому позвольте хотя бы таким способом изложить свои соображения по той теме, которая была заявлена в повестке дня конференции и обозначена как информационный геноцид Южной Осетии. Я говорю Южная Осетия, потому что для меня это политическое, социальное и психологическое понятие, которое вот уже в течение полутора десятков лет стоит в острой повестке дня на постсоветском пространстве. И на примере вашей страны, на примере вашей республики видно, какие сегодня процессы происходят в медийном пространстве по всему земному шару, а более конкретно на Кавказе и в течение последних как минимум 30 с лишних лет. Мне кажется, что история, связанная с информационным геноцидом, имеет давние-давние корни, и на Северном Кавказе в том числе. И если вспомнить историю вашего государства, то мы столкнемся с первым применением информационного геноцида, который поддерживал геноцид политический и военный. Это история 1920 года, которую вы прекрасно знаете, когда Южная Осетия заявила о своей независимости и своей принадлежности к Советской России и получила в ответ жесткую кровавую месть со стороны меньшевистской Грузии. Ну а затем, когда советская власть совершила свое триумфальное шествие по Кавказу, Южная Осетия волею руководителя, одного из руководителей нашего государства тогда, была включена в состав Советской Грузии на правах автономной области. Конечно, это не могло устроить осетинский народ, конечно, это создавало особую, так сказать, и тему, которая могла потом развиться, и, как мы видим, развилась именно в конфликтную ситуацию, стоившую человеческих жизней, многих человеческих жизней. Но уже тогда проблема неадекватного освещения исторических процессов, касающихся Южной Осетии, была налицо. И многие из граждан даже Советского Союза не всегда понимали, почему такое напряженное отношение существует между двумя народами на Кавказе. И, конечно, пока был Советский Союз, пока был мощный центр, эта история на повестке дня практически не возникала. Возникла она тогда, когда период перестройки и гласности разбудил дремлющие доселе националистические, а иногда и просто шовинистические силы, и это обошлось осетинскому народу значительным количеством жертв, учитывая те попытки еще советской Грузии подмять под себя Южную Осетию. Даже тогда мы говорили об этой проблеме, мы горячо ее обсуждали, и центральной властью были приняты соответствующие жесткие меры, но поезд Советского Союза катился к своей конечной станции, и, к сожалению, эта история произошла так, как она произошла. Грузия вышла из состава Советского Союза, Южная Осетия захотела там остаться. Собственно, это и предопределило то напряженное информационное противостояние, то давление со стороны грузинских СМИ, в том числе отчасти и СМИ из союзных республик и федеральных СМИ, где конфликт между двумя народами на территории одной советской республики освещался по мере необходимости, как оправдание некоторых решений, принятых центральной властью. Мне кажется, что вот именно эти два пункта в истории вашей страны, в истории вашей республики, они как раз и предопределили то напряженное состояние, в том числе и информационное, которое случилось в августе 2008 года и которое, конечно же, сопровождалось мощной информационной накачкой со стороны западных СМИ, со стороны союзников Грузии в ее желании задавить мощное национальное самоопределение как Абхазии, так и Южной Осетии. И, конечно, была определенная
идеологическая информационная подготовка к тому, что свершилось в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. И не случайно, наверное, эта накачка происходила таким, я бы сказал, жестким, а иногда просто очень циничным способом. И, собственно, сначала была информационная подготовка, потом началась артиллерийская подготовка и жестокий, я бы сказал, беспрецедентно жестокий обстрел территории Южной Осетии, прежде всего ее столицы. Мы все это прекрасно знаем, мы все это прекрасно помним и никогда этого забывать не будем. Есть такая осетинская пословица: «Каждая змея шипит по-своему». Так вот, западные СМИ шипели в августе 2008 года таким образом, чтобы у всего мира, который толком-то, может быть, и не знал, где находится Южная Осетия, создалось впечатление, что это Россия и ее южно-осетинские союзники напали на бедную, маленькую и гордую Грузию, которая хотела восстановить справедливость и вернуть себе свои территории. Но это уже были территории не Грузии, это были территории Южной Осетии. В этом-то, собственно, и была вся эта драма, которая была сыграна и разыграна в дни Пекинской Олимпиады, что, кстати, тоже указывает на особо циничный расчет грузинских властей под шумок крупного международного позитивного события совершить свою политическую злодейскую подлость. Но все закончилось так, как закончилось, и, к счастью, пятидневная война и операция по принуждению Грузии к миру закончилась тем, что российские войска сделали свое благородное дело вместе с южно-осетинскими добровольцами, и справедливость была восстановлена, восторжествовала, но агрессор был наказан, причем весьма и весьма жестко. Но самое интересное во всей этой истории, что политика геноцида, которую, кстати, западные общественные организации, например, Human Rights Watch, отрицает до сих пор, торжествовала и в медийной сфере. И достаточно долгое время в западных СМИ господствовал тренд о том, что Грузия ничего плохого на территории, вернее, ее войска ничего плохого на территории Южной Осетии не совершали. Дело доходило до абсурда. Вы прекрасно помните, например, репортаж испанского телевидения, где в кадре на БМП ехали грузинские так называемые вояки. Вот, слышна была грузинская речь, а за кадром комментатор испанского телевидения рассказывал о том, как эти злые русские входят в город Горе. Хотя в город Горе российские войска вошли совсем ненадолго и чуточку позже, чем был в эфире выдан репортаж испанского телевидения. Или классический пример, вошедший во все учебники по фейкам, в том числе и в одну из моих книг, история с прямым эфиром Fox News 15 августа 2008 года, когда девочка из Осетии, точнее, Аманда, чтобы не перепутать Кокоева, рассказывала, так сказать, американскому комментатору, каким обстрелом в течение 2 дней подвергался ее город, ее дом, какие были человеческие жертвы. И когда она дошла до самой эмоциональной точки своего рассказа, последовала рекламная пауза, которую срочно вызвал в эфир американский ведущий. Я уже не говорю о знаменитом интервью Владимира Путина одному из немецких телеканалов, где был вырезан вопрос корреспондента и ответ нашего тогдашнего председателя правительства о виновниках агрессии и конфликта 8.08. Вот такая вот информационная агрессия, вот такой вот информационный геноцид. И, к сожалению, все это является следствием той политики, которую проводила не только Грузия, но и ее покровители за океаном, разрабатывавшие специальную информационную систему для переворачивания хода событий, вернее, их освещения с ног на голову. И мне показалось, что как раз вот этот опыт говорит о том, что если
большое кровожадное государство желает что-то переменить так сказать, сознании, оно тратит на это большие деньги и достаточные усилия, чтобы все мировое сообщество поверило в то, чего не было на самом деле. И печальный опыт информационного геноцида в отношении Южной Осетии в связи с событиями августа 2008 года говорит о том, что даже после того, как наступает мир, хрупкий мир, все равно находятся и боссы большой политики, и, соответственно, руководители западных, как правило, СМИ и медиа, которые желают сыграть на стороне того большого, так сказать, брата, который вроде бы и диктует повестку дня в мировых медиа. Но, к счастью, есть российские медиа, к счастью, есть объективные журналисты, которые освещают события такими, какими они были. И показательно, что в грузинских медиа, естественно, проводилась очень изощренная политика такого информационного геноцида по мелочам. Ну, например, история о том, кто сколько потерял в этом конфликте. И имеется в виду и техники, и человеческих жертв. Естественно, жертвы со стороны грузинской армии, грузинской стороны и грузинских медиа занижались, а трагические жертвы со стороны Южной Осетии и России, конечно, завышались. Я уже не говорю про технику, гордые репортажи грузинских СМИ о том, как были сбиты российские самолеты, как были подбиты российские танки и прочее, прочее, прочее. Заметим, кстати, что весь грузинский флот был уничтожен буквально в течение нескольких часов. Два грузинских катера, и это есть уже во всех мировых СМИ и во всех, так сказать, описаниях истории этого трагического конфликта в августе 2008 года. Два катера были ликвидированы российскими моряками во время столкновения в открытом море, 10 было уничтожено во время десантной операции с участием российских военнослужащих прямо в порту города Поти. Так что, как видите, грузинской стороне есть, в кавычках, о чем думать, о чем беспокоиться и делать хорошую мину при очень плохой игре. Тем не менее, еще более важный вопрос – это о том, кто же все-таки затеял эту трагическую историю, эту бойню в Южной Осетии с попыткой вернуть вашу гордую страну под, так сказать, имперскую длань суверенной в кавычках Грузии, потому что очевидно, что на момент начала конфликта Грузия находилась под американским протекторатом, и, собственно, все рекомендации выполняла беспрекословно, кроме одной – не задирать Россию и не разжигать конфликт в Южной Осетии. Чем это закончилось, гордость грузинского народа, мы с вами прекрасно знаем. И тем более важно сегодня дать справедливую оценку того, как действовали, я имею в виду в том числе и в медийном сообществе, тому, как действовали участники и стороны конфликта в этой истории. И мы видим, что желание большинства западных СМИ все-таки возложить вину на российскую и южно-осетинскую стороны. Но мы прекрасно с вами понимаем, что это все было немножко не так. Но, как говорится, историю уже обратно не развернешь, и хочется говорить о том, что все-таки вот эти приемы, которые использовались нашими противниками в информационном противостоянии, это действительно были приемы информационного геноцида, когда фотографии горя выдавались за фотографии Цхинвала, когда по всему миру западные фотокорреспонденты рассылали явно постановочные фотокадры, свидетельствующие о жертвах среди мирного населения и прочее, прочее, прочее. И мне кажется, что даже такая организация, как Human Rights Watch в своем докладе, который был подготовлен в 2000
2009 году и был опубликован, имел широкий резонанс, свидетельствует о том, что концептуальная борьба вокруг проблем информационного геноцида еще не закончилась. Ведь именно в этом докладе сказано, что Грузия не осуществляла политику геноцида. С этим, как мы понимаем, мы с вами согласиться никак не можем. Но все-таки вспоминаем еще одну осетинскую пословицу, и чтобы быть точным, я ее процитирую. «Сколько бы собака ни лаяла, рано или поздно она замолчит». Правда сильнее любой силы, и я думаю, что в этом большой смысл нашей сегодняшней конференции, которую я из Петербурга желаю успеха и готов всегда вместе с вами бороться за то, чтобы правда о Южной Осетии, о ее желании стать самостоятельной и независимой страной восторжествовала. Ваш Сергей Ильченко из Санкт-Петербурга. Всей конференции, ее участникам и гостям искреннее пожелание здоровья, удачи и хорошего настроения в работе. К сожалению, это в записи, не можем пообщаться в режиме онлайн с нашим уважаемым журналистом. Я просто хочу добавить, что грузинское лобби делает все возможное, чтобы даже российские эксперты известные не затрагивали тему геноцида. Конечно, у них ничего не получается, потому как даже на примере уважаемого Сергея Николаевича многие эксперты, многие журналисты, международники затрагивают тему геноцида именно с наших позиций, признавая геноцид осетинского народа. Я думаю, что скоро мы увидим Сергея Николаевича у нас в Южной Осетии. На этом доклады закончились и переходим к выступлениям. Регламенты выступлений по 5 минут. И я бы хотел, чтобы наши уважаемые выступающие не отходили от регламента, потому что выступающих много. И тем более, что среди них будут и те, которые будут выступать как в записи, так и в режиме онлайн по скайпу. Поэтому прошу соблюдать регламент. Предоставляется слово для выступления министру иностранных дел Республики Южная Осетия, кандидату политических наук Дмитрию Николаевичу Медоеву. Тема выступления без срока давности. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый президент республики, уважаемые коллеги, без сомнения тема, вынесенная в заглавие нашей конференции, она очень важна, крайне важна. И мы услышали здесь превосходное выступление Куста Петровича Ухаева, очень содержательное выступление и обращение к нам всем президента нашей страны Анатолия Ильича Бибилова. Я не буду останавливаться на очень большом массиве информации, который поднял Куста Ухаев. Мы об этом еще будем говорить, и другие докладчики будут говорить. Единственное, что сразу хочу отметить, что картина бесчеловечной расправы, совершенная грузинским правительством с единственной целью – уничтожения осетин, просто ужасает. То, что произошло тогда в Осетии, не поддается никакому человеческому осмыслению. Это один из самых тяжелых, видимо, примеров в мировой истории. Чтобы понять, глубже осознать, что геноцид – это есть именно преступление против человечности, осуждаемое всем мировым сообществом, мы должны вспомнить о том, что Осетия, как единый национально-социальный политический организм, вошел в состав Российской империи без делений на юг и север. В XVIII веке с усилением роли России на Кавказе осетинские общества не раз обращались к России с просьбой принять их под свое покровительство. Мы все в прошлом году отмечали 270-летие первого посольства Осетии, которое с этой целью как раз и находилось в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге, представлявшее, кстати говоря, все общества Осетии, юга и севера. И как раз переговоры велись на предмет распространения влияния
покровительства Российской империи на Осетию. И эти переговоры в Санкт-Петербурге являются надежным свидетельством тому, что Осетия воспринималась в России как единая этнонациональная общность с особым геополитическим статусом. Как мы знаем, вхождение состоялось в 1774 году после Кючук-Канаджирского мирного договора России с Турцией, который фактически снял препятствия для оформления Осетии в рамках Российской империи. Однако осетины продолжали испытывать, южные осетины продолжали испытывать давление со стороны грузинских феодалов. Притязания на осетинские территории, как на собственные владения, становились традиционным политическим курсом грузинских феодалов. Сопротивление вольного осетинского населения экспансии грузинской знати всегда носило национально-освободительный характер. Как известно, в 1917 году в России произошли кардинальные общественно-политические перемены, и первыми актами советского правительства, помимо декрета о мире, декрета о земле, была Декларация прав народа в России от 15 ноября 1917 года, которая дала право на самоопределение всем народам Российской и бывшей Российской империи. Революционные события в России способствовали и началу национально-освободительного государственного строительства в Закавказье. Возникли государства в Азербайджане, в Армении и вот грузинская демократическая так называемая республика 26 мая 1918 года. К этому времени в Осетии уже функционировал легитимно избранный Осетинский национальный совет, который, следуя национальным интересам, реализовал ряд важных задач национального значения. А Третий съезд делегатов Осетии 28 мая 1918 года отверг предложение грузинского новообразования признать над собой, над Осетией, его власть. Осетины не приняли участие и в выборах в грузинский парламент, основываясь на предоставленном праве на самоопределение. В Грузии началась подготовка к карательной операции. Новое демократическое правительство, здесь уже было об этом сказано, стягивало все силы в сторону Южной Осетии. Нацистская риторика новых грузинских властей хорошо отражена в периодической печати того времени. Правительство Грузии перед вторжением в Осетию выпустило обращение к грузинским воинам, защитникам родного очага, в котором призывало, цитирую, «не щадить изменников, ядовитых змей с их детенышами». И вот те убийства, которые происходили, о которых Костап Петрович рассказывал, они были заранее спланированы, они были заложены в цели и задачи этого контингента и этой карательной операции. Да, должны быть уничтожены, этого требует благоденствие грузинского народа. Это газета «Эфтоба», 20 июня 2020 года. Генеральное наступление началось 12 июня, здесь тоже об этом подробно говорилось, расстрел 13-х коммунаров, я буду это все обходить в своем выступлении. Тогдашний министр внутренних дел Грузии Рамишвили приехал в Южную Осетию, обратился к осетинам с призывом вернуться к мирному труду и восстановлению жилищ. Мы говорили о цинизме сегодня. Это тоже был один из актов этого цинизма и цинизма этого правительства. Это не дало результатов, так как первые группы, которые поверили грузинскому министру, были расстреляны засадными отрядами и подверглись насильственной депортации. Вернувшийся в Тифлис, министр радостно сообщил в интервью газете «Слово». Повстанцы Джавского ущелья покинули Грузию и перебрались в Северную Осетию. Остатки их в спешном порядке продолжают эвакуацию. Освобожденные участки занимаются грузинскими переселенцами из Рачинского, Душецкого и даже Озургетского районов. Это 3 августа, буквально прошло полтора месяца. Вандализму грузинских карателей удивлялись даже большевики. Так грузинский большевик Филипп Махарадзе писал: «Озверевшие гвардейцы под директивом правительства Жордания и Рамишвили творили такие ужасы, каких история знает очень мало. Жителей расстреливались без разбору, имущество грабилось, кто мог бежал от этих ужасов, оставшиеся в живых
правительство решило выселить из Осетии. Вообще осетины объявлены вне закона, это продолжает Махарадзе, признаны врагами грузинского народа. И над ними производятся всевозможные насилия, побои, оскорбления, избиения, вплоть до насильственного выселения из родных пепелищ. История борьбы с осетинским народом – одна из позорнейших страниц правительства Грузии. Конец цитаты. Но, опять же, несмотря на кардинальные перемены, произошедшие после 1921 года с установлением власти большевиков, грузинское общество продолжало жестко отстаивать привычные для него социально-политические установки. С установлением советской власти в Грузии геноцид осетин не только не был осужден, но и не был признаваем новым грузинским коммунистическим правительством за все время его существования, вплоть до распада Советского Союза. Как оказалось, в дальнейшем советская Грузия была достойной наследницей средневековой феодальной идеологии и зарождающейся национал-социалистической демократии, в кавычках. Все без исключения коммунистические руководители Грузии продолжали курс правительства Жордания. Отголоски этой идеологии мы наблюдаем по сей день. С 1918 года по настоящее время ни одна грузинская власть не признает за южными осетинами право на национально-государственное самоопределение на своих исконных территориях. Напротив, каждая последующая власть регулярно принимает меры, направленные на создание условий продолжения политики геноцида. Как уже отмечалось, революционные катаклизмы, разрушив Российскую империю, способствовали кардинальным переменам, которые освободили путь к национально-государственному строительству народов России. Но с приходом советской власти Осетия была разделена на две части. Северная часть попала под юрисдикцию Российской Федеративной Социалистической Республики, а южная, вопреки желанию осетин, в виде автономной области, была волюнтаристским методом включена в состав Грузинской Советской Республики, что позволило ее правителям продолжать по отношению к осетинскому народу политику геноцида, названную позже тихой или культурной. В 1944 году появилась возможность нового захвата осетинских земель. Грузинские большевики при поддержке влиятельного грузинского лобби в Кремле расширили границу Грузинской республики до подступа к Владикавказу, столице Северной Осетии, передав северный участок Крестового перевала с прилегающей к ней осетинской территории Грузии. Тем самым в составе Грузинской ССР оказалась солидная часть центрально-кавказских исконных территорий исторической Осетии. Параллельно территориальным захватом проводилась культурная экспансия, а за ней и ассимиляция коренного осетинского населения. В итоге этой политики сегодня мы имеем опустошенные территории, свободные от осетинского элемента, налицо потеря исторической части Алании. Известные события 1937-1938 годов также не прошли бесследно для Южной Осетии. Была вырезана цвет осетинской интеллигенции, были репрессированы даже те участники событий 2020 года, даже те, кто помнил о том, что было в 2020 году. И это была совершенно, конечно же, не борьба против людей, антисоветчиков там, или врагов народа. Это была конкретная операция новых меньшевиков, точнее перекрашенных в красный цвет меньшевиков против Южной Осетии, против народа. В 1938 году Южной Осетии была навязана отличная от Северной Осетии письменность на основе грузинской графики. Это элемент тоже геноцида, вот этого тихого и, скажем так, в кавычках, культурного. А в 1951 году переведено закрытые осетинские школы после 1944 года, переведено на грузинский язык делопроизводства. Таким образом, впервые грузинским властям удалось осуществить разделение единого народа по образовательно-культурному признаку. Эта политика будет продолжаться вплоть до 1990 года, выхода Южной Осетии из состава Грузии и образования своего независимого государства. В конце 80-х годов, в преддверии распада Советского Союза, в Грузии вновь пробудился дух фашизма, и в грузинском обществе начали набирать популярность ультрарадикальные политики, пропагандирующие уникальность и богоизбранность грузинского народа. Соответственно, лозунг «Грузия для грузин» стал главным выражением
этой национальной политики. Здесь мы обязательно должны упомянуть агрессию 1989-1992 годов. Сегодня справедливо отметил наш президент и на мероприятии, которое прошло на кладбище, что вот эти все вехи являются элементами геноцида, который никогда не прекращался, начиная вот с 2020 года. И здесь есть тоже огромные цифры, мы знаем эти цифры, все и ущерб, который был нанесен. А вот август 2004 года, уже под руководством нового фюрера Саакашвили, войну 2004 года мы тоже смело можем отнести к агрессивной политике новых грузинских нацистов, направленную конкретно на уничтожение Южной Осетии. Ну и 2008 год, о котором говорилось, чистое поле с единственной целью уничтожения осетинского населения и высвобождение Южной Осетии от осетинского элемента. Считаем необходимым констатировать, что все последние 100 лет грузинское руководство со сменяющимися друг друга правительствами не только не прекращало политику геноцида в отношении осетин и осетин Грузии, но трижды применило военную силу для достижения своих целей. Безнаказанность всегда порождает новые преступления, и эти деяния полностью соответствуют статьям и положениям Конвенции ООН о неприменении срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечества, принятой в 1968 году. Геноцид осетин, совершенный 100 лет назад, и его последующие рецидивы можно квалифицировать как преступление против человечности. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 96 в 1946 году объявила, что геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного права и противоречащим духу и целям Организации Объединенных Наций, деянием, осуждаемым всем цивилизованным миром. Статья 3 резолюции ООН, другой резолюции от 2 декабря 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него определила наказуемыми следующие деяния. Геноцид, заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида, соучастие в геноциде. Также там же говорится, что лица, совершающие геноцид или какие-либо из перечисленных статей действий, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по Конституции правителями, должностными или частными лицами. Руководствуясь этими и другими положениями международного права, 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Южной Осетии охарактеризовал события 2020 года как геноцид осетинского народа и принял специальное постановление, в котором сказано, пункт 1, признать события 18-20-х годов национально-освободительной борьбой народа Южной Осетии. Пункт 2, признать действия руководства демократической Грузии против осетинского народа в 1920 году как геноцид. Принимая особую значимость для исторической памяти осетинского народа, жертв геноцида 2020 года, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указ об учреждении Дня памяти жертв геноцида, который ежегодно будет отмечаться 20 июня. В этот день по всей стране, также в посольствах, представительствах Южной Осетии за рубежом, будут проходить памятные мероприятия, посвященные этой дате. Неонацизм не прошел. Он разбился в 2008 году о железную волю и сплоченность народа Южной Осетии, неистребимое желание быть хозяевами своего будущего. Осетия выстояла и победила, с честью пройдя через неимоверные испытания. Ценой колоссального самопожертвования доказала всему миру свое неотъемлемое право на свободу и достойное будущее. Признание Российской Федерации государственной независимости Южной Осетии исключило захватнические устремления, агрессивный рецидив со стороны Грузии, восстановило историческую справедливость, позволившую воссоздать государство Алан на Кавказе, и сделало необратимым процессы государственного строительства. Народ Южной Осетии всегда будет помнить своих сограждан, погибших в разные времена от рук грузинских агрессоров. Никогда не забудет подвиг осетинских и российских воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родине, достойное будущее грядущих поколений. Никто не забыт и ничто не забыто. Нет срока давности преступлениям против человечности. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий Николаевич. Я хочу добавить, что в конце всех выступлений любой присутствующий будет иметь возможность задать вопрос или же подключиться к теме нашей научно-практической конференции. А сейчас я бы хотел дать слово полномочному представителю президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования, кандидату исторических наук Джоеву Мурату Кузьмичу. Пожалуйста. Уважаемый президент, уважаемые участники конференции, приветствую всех. Хотел бы выразить в первую очередь признательность организаторам нынешней конференции, поскольку это действительно очень важная, актуальная проблема, которую мы сегодня обсуждаем. И постараюсь соблюсти регламент, хотя не знаю, как мне это удастся. Я бы хотел еще раз процитировать слова уважаемого докладчика Сергея Николаевича Ильченко. У Грузии есть чего бояться. Действительно, у Грузии есть чего бояться и перед мировым сообществом. Когда руководство Республики Южная Осетия объявило нынешний год годом памяти геноцида 2020 года, политическая элита Грузии сильно всполошилась. И Костя Петрович уже процитировал некоторых деятелей грузинской власти, которые действительно отрицают события 2020 года. И они в первую очередь хотят, опять-таки, перед мировым сообществом себя оправдать. В частности, я еще тоже упомяну, что некий Олег Панфилов, это профессор Государственного университета, Грузинского университета Святого Ильи, он вообще считает, что никакого геноцида 2020 года не было, что это были всего-навсего политика информационные измышления осетин. А недавно одной из февральских передач на грузинском телевидении, на Первом канале, вообще цинично был задан вопрос. Если было 1000 жертв убитых, то где их могилы? Вот в связи с этим я бы сразу хотел отметить, что из моей большой семьи, Ироно-Мафеде-Фертай, погибло 9 человек. Из них одному было за 80, остальные 8 были детьми маленькими. Где их могилы, никто не знает. Но они были живые люди, и в 2020 году они погибли. На каждом раунде женевских дискуссий наша делегация свое выступление начинает с того, что напоминает, в связи с чем проводятся женевские дискуссии. Что была агрессия Грузии против Южной Осетии, агрессия, которая признана независимой комиссией Евросоюза во главе с Толявини, что Грузия именно начала войну против Южной Осетии. И грузинская делегация каждый раз этого очень боится. И я посчитаю, что вот мы каждый раз, где это возможно, должны также напоминать о том, что был геноцид осетин в 2020 году. Вот если получится, если ситуация позволит, то у нас в июне должен быть очередной раунд, как раз именно в те дни, когда будет столетие геноцида 2020 года. Мы об этом, конечно же, будем говорить. Но я сегодня хотел на конкретных примерах вот, из народной памяти людей, переживших эти события, показать, что то, что действительно мы знаем по литературе, читаем в воспоминаниях активных участников событий 2020 года, действительно все это имело место. И в первую очередь я бы хотел упомянуть, что именно в 2020 году на Южную Осетию грузинские власти сбросили первые авиабомбы. Об этом упоминает в своих воспоминаниях Матей Санакоев, один из руководителей сопротивления в 2020 году. Именно 12 июня, когда началось наступление грузинских войск, они вот на позиции наших защитников сбросили первые бомбы. У грузин тогда было 20 итальянских аэропланов, которыми тогда в 2020 году управляли английские летчики. И через 2 дня, когда уже наш народ отступал, мирный народ, защитники, 14 июня грузины сбросили бомбы на Сухтайхит, мост около Охоты. А тогда это был всего-навсего небольшой деревянный мостик. И принимая во внимание, что назло нашему народу как бы и погода в этом разбушевала, были страшные дожди 13-14 числа, грузины явно хотели вот даже этот маленький мостик
разрушить, чтобы отступающие люди, в общем-то, были уничтожены уже на месте. Вот об этом я знал со слов участников этих событий, когда в школе, когда я еще учился, к нам приходили защитники, в частности Аслан Санакоев, это знаменитый Аслан Санакоев, который ростом был около 2 метров 20 сантиметров, и который через Рухский перевал перенес на своих плечах Максим. Приходил к нам Аршак Санакоев, это отец Юлии Георгиевны, преподавателя университета, Хотинат Тимбол или Парастаев Тимбол, один из самых активных участников. И вот по их словам я это знал, но у меня у ребенка тогда еще как-то появились сомнения, были ли вообще тогда еще в 2020 году аэросамолеты. Я спрашивал свою бабушку, которая все это тоже пережила, и бабушка сказала, «Шагай доходи суши бомбатрет парсадом, мохиат кофа фазай бохастыстан». Кофанфас так называлась площадь или большая поляна, где находится сейчас Хотевская школа. То есть часть людей уже успела перейти этот мостик, часть только отступала, но по счастливой случайности бомбы упали не на мостик, а на поляну, где сейчас находится ресторан Дунай. То есть вот это был одним из первых таких актов невиданного вандализма, когда на Южную Осетию в 2020 году уже враг сбрасывал бомбы. Для сравнения скажу, что в октябре 1942 года фашистский летчик перелетел через горы, когда в Северной Осетии шли боевые действия, и сбросил на наш город бомбы. Но не то фашист был более гуманный, чем грузины, не то он ошибся, и бомбы упали не на городской рынок, это был воскресный день, рыночный день, а на кладбище Сгудер. Бомбы упали на Сгудер. Так вот у меня еще тогда появилась мысль, что может быть фашист был даже более гуманным, чем грузины. Это вот один момент, который я хотел отметить. И второй момент, о котором я тоже хотел сказать, это вот какие трудности, какие действительно ужасы видели наши переселенцы. Вот и Коста Петрович в своем выступлении уже отметил, приводил примеры, что многие женщины, матери, спасая себя, своих дочерей от ужаса позора, бросались в реку. Многие матери вынуждены бывали бросать своих детей в реку и за ними же бросаться туда. И опять-таки вот я приведу живой пример, который у нас в деревне, в принципе, все знали и помнят до сих пор. Это женщина из нашей деревни по фамилии Ходжион. Видимо, уже не могла нести свою маленькую дочь, и свекр ее приказали оставить ее под кустом. Но все-таки материнское сердце не выдержало, и через несколько шагов она вернулась, взяла девочку. И получилось так, что, слава Богу, эта девочка выросла, выжила, и даже в свои 90 лет она была красавицей, и вырастила прекрасных детей, внуков, и до недавнего времени один из ее внуков был заместителем министра Российской Федерации. Вот это конкретный случай, когда вот действительно вот люди должны были оставлять не только скарб, но и своих детей. Я уже упомянул, что беженцы в Северной Осетии просто жили в ужасающих по тем временам условиях, еще и болезни, холера Сабентон шахта. И вот повторяю, из нашей семьи 9 человек, 8 детей, один пожилой, глубокий старик практически умерли там. Кроме того, и Дмитрий Николаевич об этом говорил, Коста Петрович, это была целенаправленная политика по выселению осетин с территории Южной Осетии. Это был целеразработанный план на государственном уровне во главе с министром сельского хозяйства. И по этому плану людей выселяли. И в тех селах, где они еще заставали женщин, детей, они их собирали и, в общем-то, вывозили за пределы Южной Осетии. И опять-таки моя родственница, которая дожила до 96 лет, Гаглен, Кушчетай, рассказывала, что вот когда к ним в Кушчетай пришли гвардион Тайжертой, то есть меньшевики, войска, то в деревне были только еще женщины и дети. Они их собрали, женщин, детей, скот, и погнали их в сторону Жал. И она говорит, что мне, говорит, было тогда около 10 лет.
И, ну, девочки маленькие, они слово пленник, когда, видимо, до этого и не слышали, и говорят, нам это слово очень нравилось. Потом шингенгеши, там пленшам, потом кофе, потом масара тапку, то сюда хуршидару. Их вот так погнали, женщин, детей, их скот, который еще оставался в деревне. Потом хоть эти в тенем, говорят, там, это камень. Да, где вот археологический памятник, да, Астерфазы. Вот, Игорь, там вот один осетин, она, правда, называла фамилию, я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, с оружием встал перед нами и, говорит, направил оружие на вот этих воинов грузинцев, сказал, тут кто лучше, тут мимо меня проведет их. И, говорит, вот он добился того, чтобы женщин, детей отпустили, ну, говорит, скот погнали. И то же самое было в лесах Эгра, это уже в последующие месяцы. Вот собирали женщин, детей и целенаправленно их вывозили за пределы Южной Осетии. У комиссии вот было решение, что в Джаве, ну, Джау районе, Жаукоме точнее, не должно было бы остаться ни одного осетина. И наши села были заселены мохевцами. И моя бабушка вспоминала, когда они в 21 году все-таки вернулись, все было разграблено, разрушено. Бабушка с обедой говорила, то есть по тем временам пол хажал, это уже что видимо, в одной комнате был пол, и все это вот люди помнили. К сожалению, в советское время наша историческая память была как бы отключена от этого, нам советовали, ну, идеология была такая, что не должны были об этом говорить, помнить, но все-таки у многих еще есть воспоминания, которые они слышали от своих предков, видимо, все это надо собирать, надо фиксировать и максимально все это группируя доводить до международного сообщества. Вот я еще раз повторяю, грузины этого очень боятся. И они сейчас, даже упереждая нас, они всячески пытаются доводить до посольств, которые расположены в Грузии, до международных организаций, что все, что собираются, говорит осетины и говорят, все это неправда. Но правда на нашей стороне, поэтому мы должны воспользоваться всеми нашими средствами, чтобы довести до международного сообщества истинное лицо грузинской, в кавычках, демократии. Спасибо за внимание. Спасибо за интересный доклад, Мурат Кузьмич. Еще раз обращаю внимание выступающих, что выйдет сборник, где в полном объеме все выступления будут напечатаны. Но я хочу попросить еще раз, придерживайтесь, пожалуйста, регламента. 5 минут. Слово предоставляется представителю Государственного комитета информации и печати Кутаевой Марии Феликсовне. Тема выступления «Южная Осетия на позициях правды в условиях глобальной информационной войны». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Вадим Бултазович, за приглашение принять участие в работе научно-практической конференции. Тема моего доклада посвящена детальному изучению публикаций за период с 1928, 1930 и частично 1957 годы, касающихся уничтожения осетин по этническим признакам и изгнания осетин с родных земель. Как всем нам известно, действия, направленные на уничтожение национальной, этнической или религиозной группы, а также насильственное переселение, рассчитанное на уничтожение этой группы, и называется геноцидом. В 1948 году ООН официально признал геноцид международным преступлением. 20 сентября 1990 года Югостинский областной совет народных депутатов в своем постановлении квалифицировал события 1920 как геноцид осетинского народа. В ноябре 2006 года Народное собрание Абхазии единогласно приняло резолюцию, признающую действия Грузии 1918-20-х годов геноцидом в соответствии с Конвенцией 1948 года. В июле прошлого года в одном из своих выступлений президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил грузинским политикам о событиях 2020 года, обозначив их геноцидом осетин. Однако сами грузины предпочитают смотреть на эти тяжкие преступления в свете классовой борьбы меньшевиков и большевиков. Сами осетины того времени целенаправленное уничтожение нации назвали национальной борьбой под углом меньшевистского движения. Иных определений они не могли дать. Во-первых, само понятие геноцид возникло намного позднее, чем этнические чистки осетин, а во-вторых, население сел и ущелий преимущественно были неграмотными, и разобраться в классификации преступлений они не сумели бы. В Государственном архиве Южной Осетии сохранились подшивки газеты «Хурзарин» за перечисленный мною период.
Надо отметить, что тогда газета выходила в свет на остинском языке, на латинском алфавите. За 5 дней работы в архиве мною собрано достаточно материалов, которые лишний раз подтверждают зверские преступления грузинского правительства. Приступая к изучению архивных документов и газет, я была полностью убеждена, что в архиве не сохранились публикации, описывающие уничтожение осетин грузинскими вооруженными отрядами. После установления советской власти коммунистическая партия получила монопольное право на неограниченный контроль всех сфер жизни. Вся печатная большевистская пресса была полна пропаганды, основной идеей которой было социальное равенство и братство народов. СМИ были проводником советской идеологии, и не принято было писать о национальных вопросах и проблемах межэтнических отношений народов. Понятно, что газета «Хурзарин» не была исключением из правил, и так же, как основная печатная пресса, изобиловала пропагандистскими публикациями и материалами о жизни рабочего класса, сельском хозяйстве и о жизни стран-союзников СССР. Однако, к моему удивлению, в газете «Хурзарин» можно найти ряд статей, где детально описывается уничтожение осетин. Здесь опубликованы точные данные убитых женщин, мужчин и детей, количество угнанного скота, подсчитан ущерб разоренного народа. Немногочисленные, но говорящие материалы с громкими заголовками о геноциде осетин публиковались к 8-й годовщине разгрома Юго-Осетии. В газете «Хурзарин» от 8 июня 1928 года на всей газетной полосе размещены 2 материала. В публикации под названием «Наша борьба была не зря» автор характеризует грузин более кровожадными, чем древние племена гуннов. Далее идет описание сожженных деревень, убитых стариков и детей, разоренных подворий, украденного имущества. Здесь же описываются не только июньские события 2020 года, но и издевательства предыдущих 3 лет. Цитата. «На протяжении 3 лет осетины были в руках грузинских меньшевиков. Разве мы забудем, как загоняли наших подростков и избивали их плетьми, как издевались над нашими женщинами? И если мы встали на защиту своей чести с мечами и топорами против револьверов и аэропланов, и даже потеряли нажитое годами имущество, все равно мы можем с гордостью сказать, что отстояли честь нации». В следующей статье под заголовком «День борьбы и радости 8 июня» под авторством Санакоева описываются аналогичные преступления. В публикации упоминается несколько грузинских вторжений, самое кровавое из которых стало вторжение грузин в Юго-Осетию после 8 июня. По описаниям автора статьи, борьба развернулась в ущельях от Джавы до селения Рук. Меньшевики были разбиты на нескольких высотах над Схимвалом и Джавой. Нам удалось отнять у них оружие, пленных было 400 человек. Вечером 7 июня Схимвал был под нашей защитой. 8 июня мы провозгласили советскую власть по всей Юго-Осетии, а то не до Душети. В это же время грузинские меньшевики перекинули свои вооруженные отряды с Азербайджанского фронта и направили их в Юго-Осетию. Против одного осетина было выставлено 25 грузин. Повсюду полыхали остинские деревни. Отряды остинских бойцов были в смятении и бросились в горящие села спасать стариков и детей. Мы стали отступать, так как на передовой не оставалось людей. Все задыхались от дыма и гари. Невозможно было дышать. Из еловых лесов стекала смола. Последний бой дали остинские отряды у сел Джер, Чимас, недалеко от места Багията и у подножия села Рук, после чего опустевшие села были разграблены, а прежние места проживания осетин были заселены грузинами из Имеретии. Только в феврале 2021 года осетины постепенно стали возвращаться в свои опустевшие села. В номере газеты «Хурзарин» от 15 июня 1928 года в статье «Черные дни 2020 года» автор Схаврибов пишет: «В то время как в Юго-Осетии камня на камне не осталось, грузинские помещики и вооруженные отряды уничтожили огнем все села. Убито 387 мужчин, 172 женщины, 110 детей. При переходе через перевал погибло мужчин 1206, женщин 1203 и детей 1734. Грузинское вооруженное вторжение унесло 4812 жизней. По газетным данным, угнано крупного рогатого скота на сумму 988 тысяч советских рублей. В тексте приводится подробный подсчет нанесенного ущерба при учете угнанного либо же проданного за бесценок мелкого рогатого скота, домашней утвари, бытовое имущество и запасы урожая. В общей сложности, по данным газеты, сумма ущерба составила 3 317 506 советских рублей. В газете «Хурзарин» от 18 июня 1929 года в одной из публикаций, посвященной 9-й годовщине советской власти в Южной Осетии, приводится текст телеграммы Николая Чхеидзе, представителя меньшевистского правительства Валико Джугели. Цитирую. «Тифлис главному в штаб. Залский отряд сражается отважно. Скоро доберутся до моего места пребывания. Мне надо наступать. Поспешите выслать из Тифлиса 2-й батальон. Надо начинать прорываться вперед.
Вокруг нас пустые остинские села. Местное население собралось в Кехви. Прошу разрешить мне поджечь села в округе. Если своевременно вышлите подкрепление и аэроплан, я смогу идти в наступление. Схинвал номер 126, 7 июня, Чхеидзе. Эта самая телеграмма была перехвачена нашими партизанами. С установлением советской власти Николай Чхеидзе мигрировал во Францию, где в 1926 году покончил жизнь самоубийством. В газете «Совет Тон и Рыстун» в номере от 1 декабря 1957 года публикуются воспоминания участников боевых действий, которые начались еще в 1919 году. Здесь подробно перечисляется численность грузинских отрядов, их месторасположение, вид вооружения, как расстреливали мирных жителей оккупированных остинских сел. Около 1500 грузинских вооруженных военных держали в оккупации сел Адзау, Онтобель, Буфта. Все издевательства над местными жителями партизаны видели из своих укрытий в лесах, где они жили целый месяц. В этих рассказах перечисляются имена и фамилии партизан, активных участников боевых действий: Доментий Хугаев, Александр Джиоев, Кизот Эдеев, Гега Джиоев, Габот Хавребов, Тат Джиоев, Васо Санакоев, Михака Санакоев, Писар Карсанов, Михо Санакоев и многие другие. Есть детальные описания ожесточенных уличных боев близ Схинвальского лесокомбината. Тогда там были фруктовые сады. Парламент Южной Осетии дал политическую оценку событий 1918-1920 годов. В тексте постановления упоминается, что количество погибших осетин тогда составило 6-8% от всего населения Южной Осетии. Только в 1921 году, после установления советской власти, осетины, изгнанные грузинской властью, смогли вернуться в свои выгоревшие деревни. Нищие, потерявшие родных, детей, дома, они заново по крупицам налаживали быт. Последствиями геноцида стали тяжелые заболевания и голод. В заметках газеты встречается множество упоминаний о неизлечимых болезнях. Медицина в те годы была слабо развита, поэтому в лечении болезней пользовались услугами знахарей. Их методы лечения не помогали, ослабевшие дети умирали, а сельчане писали гневные жалобы в редакцию на знахарей. По всей Юго-Осетии в силу повальной бедности был наложен запрет на обычаи похорон, в том числе и траурные застолья и сбор денег для поддержки семьи усопшего. Так как все эти процедуры были затратными для семьи. В каждом доме наличие коровы было источником молока, сыра, ряженки и масла. Быки были грубой рабочей силой в полях. И забить одного из них на похороны означало обречь всю семью на последующие лишения. Если в какой-либо деревне устраивали похороны, то об этом нарушении писали жалобы в газеты и сообщали в местные органы власти. Существовал орган по возвращению угнанного скота. За украденную корову, быка или теленка суд выносил постановление о заключении преступника под стражу сроком на 6 лет. Помимо обзорных материалов про собрание Центрального комитета Компартии Грузии и региональных отделений, в газете существовал отдел писем от читателей, которые писали о несправедливости начальства на местах, освещались вопросы классового неравенства, качества образования. Из читательских писем сегодня мы узнаем о существовании комиссии по распределению семян под посев. Люди выстаивали очередь за семенами, а в газетах описывалась подробная инструкция, как правильно сеять, полоть и ухаживать за урожаем. Учитывался коэффициент полезного действия домашнего скота. Пастбища отводились только под такую домашнюю скотину, которая ежедневно дает продукт питания. Первое сыромолочное производство появилось в селе Ницон, а умение правильно изготавливать сыр привнес в массы Славнов Хасеку из селения Бретат. По крайней мере, так утверждали в номере газеты 29 апреля 1929 года, где и размещена фотография вот этого сыродела. Так постепенно осетины давали вторую жизнь своей разоренной родине. Несмотря на всеобщую поствоенную безысходность, осетины уделяли серьезное внимание получению образования. Большая часть нации в тот период была неграмотна, но в совершенстве владела разговорным осетинским языком. Осетины не понимали грузинского языка и не говорили на нем. Это уже позднее, в 60-70-х годах, на юге Осетии появится поколение, которое частично будет владеть грузинским языком. Судя по старинным уже газетным публикациям, во всех селах открывались осетинские школы, вводилось 4-классовое образование. Учениками школ были как дети, так и взрослые. Жажда знаний овладела всеми от мала до велика. Если педагог пропускал занятия, об этом немедленно сообщалось в газету. Про дела школьные писали из сел Маралет, Берлот, Лехура, Каймута, Андорит, Заур, Тубан, Саука, Волота, Каудзаун, Схлеб, Котанто и десятки других сел. Сельские корреспонденты писали о проблемах школ. Где-то протекала кровля, в большей части школ не хватало учебников. В письмах сельчане просили книги и пособия. Газетные полосы пестрят короткими заметками о замене педагогов осетинского языка на учителей грузинского. Приведу всего лишь один пример текста в оригинале, написанном на латинском алфавите. Накау гурдиага хорганак, пицхи богери дарлакахет. Ацазолунг нескулатувет ирона хорганак. Эмма ахор
قطاق إتاقرافت تصدي أتصلاس كيدرت زوندي آخر جناجي كوس جورزياق آخر جناج آخر كان سكولا زوت جورزياقو أما صابت توب تاريخ داي مارنس جورزياقو كي نازوننس بيضل آخر قطاق بانمك إنما جاي تاخت قوي إيرون آخر جناج سمي صابت إيست ساخروي أما بازونوي ترى تليجرام زهود رزلت مين فرصة دون ارتمازة فاستما زهود رزلت نيكو فاسوخست آخرات سكولايا مخمة أصل سكولا تفاكوسنس جورزياغف زاغل تي خورس بازوننس آخر جانينك تفرسن فلا قطة ويو أما كي فرسنس وي نيم بارنس خورس وايت نخي أو زاغل كاخر كانيب كماس سكولات أصل قطة زنام ساقوس كرداري كوي خسر إرستون رخصة комиссарат أما بس партком ват خورس وايت. Серьезные проблемы возникали у осетин, служащих в Красной армии в составе грузинских дивизий в Батуми, Кутаиси и Тифлисе. Так, в номере газеты «Хурзар» на 9 января 1928 года в статье под заголовком «О необходимости создания отдельной осетинской войсковой части под авторством Гаглойта» описываются сложные условия прохождения службы, так как югославские призывники, не владеющие грузинским языком, вынуждены были проходить его в полном непонимании. Осетины красноармейцы писали в военный комиссариат прошение прислать грузинское отделение Красной армии осетиноговорящих военруков. К тому времени в рядах Красной армии начинали формировать отдельные национальные батальоны. На короткое время удалось создать на базе первого грузинского полка отдельную осетинскую часть в составе 200 бойцов, которые проходили службу на родном языке. Позднее на конференции в Кутаиси постановили читать-писать осетинскому красноармейцу только на грузинском языке. Красноармеец должен служить в рядах армии и общаться только на грузинском языке. Политобразование осетинский красноармеец может начинать на осетинском языке с постепенным переходом на грузинский язык. Тех призывников, которые не владеют грузинским языком, не принимать на кадровую войсковую службу. В публикации отмечается, что югославские призывники не раз наказывались за попытки говорить на осетинском языке и даже отправлялись под арест в качестве наказания. Вне газет сохранились оригинальные переписки Революционного комитета Южной Осетии с грузинскими коллегами, где проскальзывают конфликтные ноты на почве языка. К примеру, в одном из ответов Ревкома Юга Осетии есть такое предложение. Отвечать вам на грузинском языке не вижу необходимости, так как, во-первых, мы не располагаем знатоком грузинского языка, а во-вторых, для югославского Ревкома это вовсе не обязательно. Советую вам лучше читать декрет. Сохранилась записка с пометкой «Секретно» от 3 сентября 2021 года, адресованная начальнику уголовного розыска в Политбюро и председателю Ревкома. По полученным мною сейчас агентурным сведениям, на осетинское селение Сатыхар готовится нападение со стороны грузин, о чем у них и состоялось вечером собрание в селе Ксуис. Мною при наступлении сумерек будет выслана конная милиция в Сатыхарский район для охраны. Сатыхар находится в 4-м районе, а Ксуис в 2 верстах от Сатыхара. Об этом сообщаю вам для сведения. Начмилиции Юга Осетии Гогичаев. Таким образом, подводя итоги исследования публикаций в советских печатных СМИ, можно констатировать, что несмотря на советское утверждение о братстве народов, это не мешало грузинскому правительству устраивать резню целой нации, издеваться над людьми по этническим соображениям. Власти Грузии произвели геноцид осетин, который прослеживается в физическом истреблении нации, насильственном переселении с родных мест, культурном геноциде, в частности, в навязывании чуждого языка взамен запрета родного. И третье – это голод, который сподвиг людей отказаться от обычаев во имя спасения. Сохранился отрывок поэмы под авторством Фарниата «Эфсот Хусарма», где описывается уход обездоленных беженцев через перевалы. Зачитаю отрывок. «Митен элкивес адзабар, митен алозенс аздзерт, автомофессен дебирах, кяхтаса хадек цавенс, рук масанал кавбира, рука саудам кавенс, выйден сахахта сабаста, дортой фалгасенс листак, хусорны цавет сафаста, тохан арцадис растак». И здесь, как нельзя кстати, отрывок из статьи Хурзари. Сари бора сарел тоха фадл, бира хаттатас калдис сахт кавта пилун хусар иростуны кэмтэ, фалаюваттар адам тахкензе таразы сабарзай кул накутуй, ваттар таю цаттау дысты ноктухма. Газет Хурзарин, майрамбун эстам июнь вас дубын эстам вас. Кстати, в публикациях тех лет журналисты писали, что эти решающие бои останутся в памяти потомков, как последняя война. Они не знали, что это начало длительных войн. Спасибо большое. Спасибо, Мария Феликсовна. Сейчас послушаем записи выступления председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания Фидарова Юрия Астемировича. Тема выступления «Геноцид продолжается, пока он не признан».
Уважаемый Вадим Бутасович, уважаемая Алла Алексеевна, уважаемые участники конференции, ни один коронавирус бы нас, конечно, не остановил, но против капризов природы мы пока бессильны. И я доклад, который должен был сделать там у вас, попробую сделать отсюда, и чтобы вы могли видеть это на своих экранах. 9 июля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая перед журналистами в Екатеринбурге, рассказал об истории Грузии, Южной Осетии, Абхазии. Он напомнил, что Осетия целиком вошла в состав Российской империи в 1774 году, а Абхазия в 1810 году, тоже как независимое государство. Позднее южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния, напомнил президент Российской Федерации. Когда развалилась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 19 и в 20 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, если они хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии, сказал президент России. Геноцид – одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное истребление этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде. Это определение дано Международной конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. По данным парламентской комиссии Южной Осетии по геноциду 18-20 годов, в Южной Осетии было убито и умерло во время бегства и эмиграции почти 5000 человек. Простите, в Афармбира изнасилованы десятки и десятки женщин. Большего оскорбления для осетин трудно придумать. Разграблено и сожжено 5000 домов, 20 тысяч крупного рогатого, 50 тысяч мелкого рогатого скота угнано, уничтожен весь урожай. Разве это не такие деяния, не того масштаба преступления, которые определены как геноцид? Более чем. Осетины подверглись безжалостному, с применением средневековой жестокости, истреблению. Это была не столько политическая борьба, сколько был акт уничтожения нации. Для маленького народа гибель такого количества людей практически означает демографическую катастрофу. И даже после произошедшей трагедии Южную Осетию в итоге присоединили к Грузии в 1923 году. Расписывать в темных тонах советскую действительность не буду, потому что считаю, что Советский Союз – это было лучшее государственное образование в истории человечества. И вместе с тем, именно то обстоятельство, что мы жили все в одном государстве, что называется в единой семье народов, и не давало возможность поднимать вопрос о преступлении, совершенном грузинскими националистами в 2020 году. Как не могли говорить о том, что белорусскую деревню Хатынь и еще десятки белорусских деревень вместе с жителями сожгли украинские националисты, как эти же ныне названные героями Украины, с жестокостью, которая поражала даже фашистов, уничтожали евреев. Было табу на упоминание такой же лютой жестокости литовцев, также уничтоживших 200 тысяч евреев. Сегодня грузины и литовцы стали братьями, крепкая дружба у них. Может потому, что на крови замешана, на безвинной людской крови. Мне пришлось в 2013 году побывать в служебной командировке в Литве. Она тогда председательствовала в Евросоюзе. Так вот, когда нас пригласили в университет, то в ходе общения молодой профессор заговорил о том, как Россия притесняет Грузию, не дает им права на самоопределение, оккупировала их территорию. И, мол, используют для этого сепаратистские Абхазию и Осетию. Я думаю, он надолго запомнил этот день, и не только он, потому что никто не ожидал, что среди журналистов из России будет осетин. Я популярно, мягко выражаясь, объяснил и молодому профессору, и всем остальным, что осетины тоже имеют такое же право на самоопределение,
как любая другая нация в мире. И что осетины однажды определились в 1774 году, войдя в состав Российской империи, и затем не раз подтверждали свое желание жить только вместе с Россией. Да, о многом приходилось молчать, потому что вопрос признания любого такого преступления, тем более геноцида, вопрос политический. Во многом процесс зависит от сложившейся политической конъюнктуры. Но, полагаю, всему есть начало и всему есть конец. Мы были в составе СССР. Сегодня нет такой страны на карте мира. Сегодня осетины могут и ставят вопрос о признании геноцида осетин в 1920 году. Ставят не сегодня, а уже 20 лет. Потому что, как я подчеркнул из источников, с ноября 1989 года по июль 1992 года в результате кровавого террора погибло свыше 3000 мирных жителей осетинской национальности, около 300 человек пропало без вести, свыше 40 тысяч человек вынуждено было переселиться в Россию, более 100 осетинских сел сожжено дотла. И это в том числе по причине того, что не была дана оценка в свое время геноциду осетин, а безнаказанность порождает очередное преступление. А вообще-то историки Южной Осетии посчитали, что осетины 14 раз подвергались издевательствам и глумлениям со стороны грузинских деятелей разных эпох. Евреи добились признания Холокоста, и, возможно, благодаря этому факту современная Европа не смеет переписывать окончательно историю Второй мировой войны. Хотя уже заговорили об одинаковой ответственности фашистской Германии и Советского Союза за развязывание этой войны. Даже дошло до того, что Украина не будет отмечать юбилей победы в Великой Отечественной войне. Я почему сделал это отступление? А потому что кое-кому следует напомнить и чаще напоминать реальную историю, дабы не становились героями те, которых весь мир называл отбросами и ничтожествами. А когда твой клич «Слава героям» звучит и воспринимается не иначе, как «Хайль Гитлер», потому что произносится в честь таких же ничтожеств, то и мир будет, соответственно, оценивать такие государства с особо либеральными ценностями. Южная Осетия предпринимает серьезные шаги, чтобы добиться признания геноцида. Использует все возможные ресурсы. Все мы помним реальный успех, когда Государственная Дума Российской Федерации в июле 2004 года в своем заявлении подчеркнула, что Осетия добровольно вошла в состав России в 1774 году как единая Осетия, а не как южная и северная. Это единый народ. Тогда единственным депутатом Государственной Думы от Северной, да и, пожалуй, от Южной Осетии был Арсен Сулейманович Фадзаев. И я помню, как, будучи его помощником, помогал ему составить текст этого депутатского предложения. Повторюсь, это было начало пути к свободе. К сожалению, был затем август 2008 года. Светлая память погибшим за свободу и независимость Южной Осетии. Но сегодня есть и свобода, и независимость. Есть государство. И сегодня это государство вправе требовать признания геноцида осетин государства образующего народа. 24 апреля 1915 года скорбная дата, связанная с одним из самых страшных и драматических событий в истории человечества – геноцидом армянского народа. 100 лет спустя мы склоняем головы перед памятью всех жертв этой трагедии, которую в нашей стране всегда воспринимали как собственную боль и беду. Это, опять же, слова президента России Владимира Путина. Сегодня геноцид армян практически признан мировым сообществом. И опять вернусь к словам президента, приведенным в начале своего доклада. Вели себя оккупанты в Абхазии очень жестко, еще жестче действовали грузинские войска в Осетии. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Полагаю и надеюсь, что и геноцид по отношению к осетинам рано или поздно будет признан. Потому что иначе нельзя. Это будет бесчестно не только по отношению к осетинам, это будет бесчестно по отношению к человечеству. Это нужно для того, чтобы больше никогда ничего подобного не повторилось ни с одним народом. Потому что непризнанный геноцид – это продолжение геноцида. Слишком часто осетины в этом убеждались. И такие изуверские преступления не имеют срока давности. Спасибо. Всего вам доброго. Интересное выступление. Жалко, что не можем войти в онлайн-связь с уважаемым Юрием Астемировичем. Я хочу вас
ознакомить со следующим выступающим. Это интересный очень человек, Вердиев Рауф Тельманович. Я думаю, что многие из вас его знают. Он сделал многое во время августовской войны 2008 года. Это и по сбору гуманитарной помощи, это и по прорыву информационной блокады. Вначале мы посмотрим небольшой ролик с его участием. Как раз эти съемки были сделаны в августе 2008 года. А потом мы войдем с ним в связь в режиме онлайн, и он по скайпу уже выступит по намеченной теме. Пожалуйста, Александр Константинович. Улица Новослободская, дом 34/2. В эти тревожные дни небольшая комната в доме недалеко от центра столицы стала главным пунктом приема помощи. На второй этаж здания, где находится осетинская диаспора, после первой же атаки грузинских силовиков на Южную Осетию стали приходить люди с предложением помощи. Люди приходят каждый час, каждую минуту. Простые москвичи, приходят иностранцы, гости столицы. Вчера были представители молодежных организаций, Боевое братство, Движение «Наши», Молодая гвардия, местные. Сегодня мы видим, у нас первыми откликнулись из национальных диаспор азербайджанцы России. Вот сейчас они привезли гуманитарную помощь, то есть свою лепту, чтобы внесли, потому что мы все скорбим по тому процессу, который происходит. Пускай политики занимаются политическими вопросами, хотя на самом деле уже сегодня очевидно, каким образом нужно поступать в этой ситуации. Но простые люди, они поддерживают, они хотят жить вместе с осетинским народом. Речь идет о том, что идет уничтожение простых людей, а люди не должны страдать в каких-то играх политиков. Такого поворота событий не ожидал никто. Это лживое предательство – удар в спину мирных жителей. А то, что Россия встала на защиту и наносит ответные удары Грузии – это удары возмездия. Уважаемый Рауф Тельманович, от всех нас, во-первых, тебе огромное спасибо за ту помощь, которую ты оказывал и оказываешь Южной Осетии. Сегодня, как ты знаешь, у нас проходит международная научно-практическая конференция с участием высшего руководства республики и наших известных ученых, историков, журналистов. Я предоставляю слово кандидату политических наук, генеральному директору первой коммуникационной группы «Рейтинг», эксперту Комитета по делам национальности Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Тема выступления «Политика, правовое положение Южной Осетии в составе Российской империи в XIX веке». Пожалуйста, Рауф Тельманович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад поприветствовать всех участников этой очень важной и современной научно-практической конференции. Ирванадам Тасарабомбираут, Калзагай Сарут, чтобы не было никаких происшествий, и интеграция народа Осетии была очень быстрой и очень адаптивной в общее мировое сообщество. Спасибо большое, Вадим Ботазович, за предоставленную возможность выступить на столь высоком уровне. Мероприятие достаточно хорошее, я его в режиме онлайн просматриваю благодаря вам. И хотел бы сказать несколько слов по поводу темы моего выступления. Я знаю, что 5 минут у меня есть, и если слышно меня хорошо, то я думаю, что... Как вы со звуком? Слышно хорошо? Да. Благодарю вас. Я бы хотел отметить, что в современном мире, конечно, существует достаточно много этнополитических процессов, но все они уходят вглубь определенных каких-то межнациональных, административно-территориальных делений. И особняком не стоит осетино-грузинские отношения. Поэтому хочу отметить, что социально-политические и экономические процессы, происходившие, в частности, в начальный период установления российско-осетинских отношений, они рассматриваются учеными с различных позиций. Так, по мнению историка, вы его знаете, Руслана Абзарова, цитирую даже его, в этом нет ничего, кроме державного прагматизма. И вряд ли в тогдашней Осетии кто-то обманывался по поводу целей, которые Великая Северная Держава, конечно же, преследовала на Кавказе.
Ну и, как говорит Бзаров, что и мы не будем путать исторический выбор народа с различными видовыми свойствами империи и типологическими чертами самодержавия. Ну, тем более, что цена имперского выбора оказалась весьма высокой. Политическая история России преподнесла Остинам, конечно же, немало неожиданностей. И хочу обратить внимание на то, что Руслан Бзаров берет когнитивную точку оценки этой сложившейся ситуации. То есть мы с вами углубленно сейчас начинаем погружаться, в частности, в 19 век. И что мы видим? Мы видим, что, избавившись от грузино-персидской опасности, Южная Осетия в 19 веке вновь столкнулась с угрозой культурной ассимиляции и социального порабощения. Но на этот раз уже, к сожалению, внутри Российской империи. Так как в свое время присоединение к России Картло-Кахетинского царства, напомню, в 1801 году, и последующее уже собирание грузинских земель, отвоеванных уже Россией у Ирана и Турции, возродило претензии грузинской знати на южные остинские пределы. Однако первые ответы, полученные грузинскими князьями, они по поводу притязаний к Осетии были отрицательными. И вот специальное изучение правового положения обществ Южной и Центральной Осетии привело к подтверждению их независимости. Решением Сената стремление российской власти построить на Кавказе оптимальную систему управления, не привязанную к этническим территориям, было использовано для объединения южных областей Осетии с соседними грузинскими землями. Так, грузинские претенденты получили возможность пробраться к непосредственному управлению Остинами от имени уже империи и в роли российских чиновников. Тем самым впервые был создан прецедент раздела самоуправляющейся конфедерации между несколькими центрами государственного управления. На мой взгляд, действительно, этот период можно, конечно же, с полной уверенностью, я бы даже сказал, назвать коллизией в социально-политическом развитии Осетии в составе России. Также его можно назвать первой существенной предпосылкой к разделению осетинского народа. В эту весьма, конечно же, сложную сферу российско-грузинских отношений, начиная с присоединения грузинских княжеств к России, были втянуты южные районы Осетии, получившие в российской администрации политико-географическое название Южная Осетия. Такое наименование юго-остинских обществ вполне идентифицировалось с принятыми в остинском языке, так сказать, двумя словами «хошар» или «что». И в условиях противоречивых российско-грузинских отношений Южная Осетия постепенно становилась политическим полем, где российские власти, собственно, пытались разрешить непомерные владельческие притязания грузинских тавадов, князей. Именно здесь, в Южной Осетии, больше, чем в самой Грузии, грузинские феодалы при поддержке российских воинских сил имели наибольше укоренившийся в грузинском обществе, благодаря господству шахской Персии, влиятельный лейтмотив. Ранее юго-остинские общества, граничившие с так называемым гурджистанским валийством, также периодически попадали под влияние грузинского феодализма, оказывая его распространению упорное сопротивление. Южная Осетия сохраняла свою независимость вплоть до 1864 года, до крестьянской реформы в Грузии. В пореформенный период она была подвергнута со стороны грузинской знати тотальной экспансии, вызвавшей в остинских обществах национально-освободительное движение. И расправляясь с вооруженным движением сопротивления остинского народа,
российские власти в угоду грузинской знати приступили к частичной депортации южных остин на Северный Кавказ, в частности в районы Ставропольской губернии. По примеру черкесов, накануне подвергшихся депортации, российские власти угрожали начать массовое выселение южных остин из их исторической родины. Российское командование совместно с грузинскими войсками подавило освободительное движение остинского крестьянства. В юго-остинских обществах, за исключением высокогорных районов, возобладало господство грузинской знати. И в этой связи я бы хотел отметить еще один фактор, что в 21 веке современное российское руководство с учетом всех этих ошибок, которые были сделаны руководителями Российской империи, восстановило статус-кво, придав и поддержав руководство маленькой, но независимой Южной Осетии в его начинаниях. Современное российское руководство не стало опираться на грузинские высказывания в адрес территориальной неприкосновенности. Де-факто Россия признала историческое право осетин на проживание, владение и на процветание земель Южной Осетии. В этой связи, в завершении своего разговора, я понимаю, что регламент 5 минут, не хочу злоупотреблять. Я в начале нашего с вами диалога, коллеги, вернул нас не просто так в историю. Никогда не будет будущего, если мы не будем знать историю. И в современном мире отрадно, что российское руководство поддерживает инициативы юго-остинского правительства в решении стабилизации социально-экономических и политических процессов с учетом исторических ошибок, подчеркну, Российской империи, где к руководству были допущены грузинские тавады, и они вершили, так сказать, неправомерные методы, что и привело к геноциду осетин. Спасибо большое, коллеги, за предоставленную возможность. И я хотел бы пожелать представителям, в первую очередь, научной интеллигенции, властям, обществу Южной Осетии укрепления позиций социальных, в первую очередь, потому что народ — это главное, политических позиций и международных позиций. Я вижу, что среди вас у меня есть очень много достаточно хороших знакомых. Я в первую очередь благодарен руководителю республики за предоставленную возможность включиться в онлайн-конференцию. Я благодарен ректору Юго-Остинского государственного университета. Я считаю, что это пассионарий, это человек, который привнесет исторически новый виток развития образования в Южной Осетии. И хотел бы пожелать представителям, которые занимаются внешнеполитической, экономической деятельностью, это Дмитрий Медоев, мы с ним знакомы уже на протяжении многих лет, успешного отстаивания, как минимум, интересов Южной Осетии, ну и, соответственно, завязывания новых дипломатических отношений. Еще раз благодарю вас, коллеги, за предоставленную возможность. Спасибо, Раф Тельманович. Если есть вопросы в режиме онлайн к нашему выступающему, к нашему другу, пожалуйста. Нет, тогда я бы хотел дать слово президенту Анатолию Ильичу Бибилову. Уважаемые друзья, уважаемый Раф Тельманович, если еще слышно, огромное спасибо за то, что включились в работу этой уважаемой конференции. Спасибо всем. Что я еще хотел бы сказать? Решение, по большому счету, которое было принято парламентом Грузии о признании геноцида черкес, оно же было в 2011 году. Они признали геноцид черкесов. Так вот, к сожалению,
политические решения по признанию геноцида, а это я считаю политическим решением, абсолютно не связаны с историческими фактами. То есть фактически признание геноцида черкесов в Грузии, оно носит политический характер, и не просто политический характер, а характер того, чтобы поставить в, скажем так, неудобное, что ли, положение саму Российскую Федерацию. Но в то же самое время у них вот нет угрызнений совести, нет у этих политических деятелей для того, чтобы признать исторический факт геноцида осетин. Я знаю, тут по темам, по выступлениям есть и правовая оценка, именно с точки зрения международного права, по-моему, Акимовна, вы будете по этому вопросу выступать, да? Вот. Другие выступления есть. Но я еще раз говорю, нам надо объединиться вокруг геноцида. Я желаю хорошей работы этой конференции. Я благодарен, еще раз говорю, благодарен всем тем, которые организовали эту конференцию, благодарен докладчикам, благодарен тем, которые еще будут выступать в прямом эфире или будут выступать здесь. И это маленькая часть той работы, которую мы должны провести по столетию, памятной даты, столетию геноцида осетин. Спасибо вам большое. Мне предоставлена почетная возможность продолжить работу председательствующего. Поэтому позвольте пригласить к докладу Гаглойти Роберта Хазбевича, директора Югостинского НИИ имени Захария Николаевича Ванеева, кандидата исторических наук, который представит тему «Геноцид народа Южной Осетии как проявление человеконенавистничества». Прошу вас. Спасибо. Я хочу поблагодарить устроителей данной важной конференции, вице-ректора Югостинского государственного университета, и пожелать, как и уважаемый Анатолий сказал, успешной работы. Сегодняшняя конференция проходит в очень напряженное время. Наша земная цивилизация переживает сейчас очень сложный, решающий период своего развития. И не только в аспекте политическом, но и глобального проявления, можно сказать, чумы 21 века, так называемого коронавируса. Пожалуй, повсюду в нашем невероятно многоликом, пестром и противоречивом мире, на наш взгляд, должны сознавать, как реальную опасность не просто беспрецедентных жертв, потери и разрушения, но и самой гибели подавляющего большинства людей, всех результатов труда, гения, культуры, а может быть и всего живого. И в связи с этим считаю, что к гуманитарным основам системы безопасности современного мира обязательно надо отнести искоренение геноцида, апартеида, национальной и религиозной исключительности, дискриминация людей на этой основе. Мы не можем жить спокойно, пока существуют эти позорные явления той политики, которая становится отрицательным фактором напряженности конфликта. Никто не имеет права отнимать право на мир и жизнь с учетом деликатного отношения к вопросам суверенитета, самоопределения государственных образований, к одобряемым их народами законам, правилам, формам обучения. Во многовековой истории осетин, асов, ясов, потомков скифов, сарматов, непосредственно аланов, конец 20-го и начало 21 века поистине судьбоносный для нашей страны Юго-Осетии, нынешнего государства Алания, и народа, прошедшего сквозь горнило жестоких испытаний и лишений. Уже с периода монголо-татарского нашествия, это 13-14 века, когда средневековое аланское государство было разрушено, неоднократно вставал роковой вопрос: быть или не быть представителем аланского этноса, быть или не быть южным осетином, представителям, которые являются, потомкам которых являются нынешние осетины, и которых славяне, предки нынешнего русского народа, называли ясами, и которые являются одним из древнейших народов Кавказа. Почти 300 лет, с 15 по 17 век, осетинский народ, в том числе и его южная часть, преодолевая последствия демографической катастрофы, вызванной кровопролитными войнами с монголами и Тимур-Ленгом, а в 17-м и начале 18 века ознаменованные военными предприятиями правителей Картли и Имерети, поощряемые имперскими покровителями, боролись за свою свободу и независимость.
Постоянной частью внешней угрозы были и военные предприятия иранских и отчасти турецких захватчиков. Хотим подчеркнуть, что независимость Южной Осетии рождалась долго и трагически, со слезами и болью, с лишением и утратами, с кровью и потом, с катастрофическим сокращением генофонда. За 20 век и начало 21 века произошли две попытки фазы геноцида народа Республики Южная Осетия. Два раза грузинские экстремисты, по сути свои фашисты, пытались сломить волю, стереть историческую память, уничтожить национальное самосознание, лишить родины, в конце концов уничтожить сюитское население Южной Осетии. И что интересно, под это попали и представители, опять-таки, армян, подвергшихся геноциду еще в 1915 году. Но у нас есть десятки примеров того, как осетины Триолетской Осетии, ну, там у нас, к сожалению, эта карта тоже была сожжена, находилась, функционировало 7 селений осетинских. Это граница с Арменией. И осетины, собственно, Южной Осетии принимали и приютили десятки армянских детей, оставленных своими родными из-за опасности их погибели по неизвестным дорогам. Потомки которых и сегодня проживают в Южной Осетии. Ну, известна фамилия Захаровой. Вот многих мы знаем, там часть из них работала в МЧС. Вот они по происхождению армяне, вот потомки тех, которые в 2015 году покинули территорию Турции. Но это тема отдельного разговора. К сожалению, широкая общественность как Российской Федерации, так и СНГ и в целом мировое сообщество не информированы о том, что летом 20 года 20 века южные осетины подверглись первому этапу геноцида из 3 совершенных в меньшевистской Грузии в 20 и начале 21 века. За принципиальное нежелание выйти вместе с меньшевистской Грузией из состава РСФСР, а впоследствии после развала СССР, опять-таки из состава Российской Федерации, когда Грузия воспользовалась правом нации на самоопределение и вышла из состава СССР. Была организована кровавая бойня на исконной территории, принадлежащей Южной Осетии испокон веков, что явилось конечным результатом более чем 70-летней дискриминации со стороны грузинских властей и репрессий, которым подвергался народ Южной Осетии и который национал-сионистское руководство Грузии попыталось решить в очередной раз политический конфликт между Южной Осетией и Грузией силовыми методами, что фактически, опять-таки, как и в 20 году 20 века, выявилось в геноцид осетинского народа. Что очень интересно, так называемое окончательное решение, ну, конечно же, в кавычках это мы берем, юго-осетинского вопроса решил реализовать Саакашвили спустя 88 лет, 8 августа 2008 года. Это очень такое странное стечение обстоятельств. Раз, два, три, четыре, 5 восьмерок. Это специально это было сделано, это непонятно. Мы должны подчеркнуть коренную связь и взаимную обусловленность геноцида с нацизмом и расизмом, которые составляют единую триаду человеконенавистничества. Начиная с 1989 года агрессивный грузинский националистический, экстремистский, по сути своей фашистский режим неоднократно пытался окончательно решить вопрос не только пребывания осетин на их исконной родине, но и их полного уничтожения, что привело к очередному факту геноцида малочисленного многострадального народа. Осетия и осетины – наглядный пример страны и народа, испытавшего геноцид, в полном понимании понятия уничтожения во всех его ужасающих проявлениях со стороны меньшевистской фашистской Грузии и живой укор тем, кто вершит судьбами стран и народов фашистскими методами. Фашизм – это и есть унижение и уничтожение, и геноцид. Геноцид – это просто общая формулировка действий, разносторонних действий против народа. Наша современная культура обращается не только к эпохам большого гражданского подъема, но и к эпохам борьбы за национальную независимость, к героическим темам. Мы всемирно должны поддерживать и укреплять в нашем современном обществе, в наших людях, по образному выражению выдающегося ученого академика, крупного специалиста по древнерусской литературе и культуре XI-XVII веков Дмитрия Сергеевича Лихачева, который сказал: «Сознание великого триединства – это прошлое, настоящее и будущее. Память истории нашего народа и все, что ее олицетворяет, это священный. Нам ни в коем случае не надо забывать, какой тернистый путь прошел наш народ, какие были периоды, когда он был на грани полного уничтожения». Это было подчеркнуто и на 10-м съезде Международного общественного движения Высший Совет Осетин 25 августа 2018 года в городе Героя Цхинвали. На съезде было принято обращение к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу. Обращение заканчивается словами: 10-й съезд Международного общественного движения
Высшего Совета Осетии в преддверии столетия со дня совершения геноцида со стороны Грузии в 1920 году обращается к вам и ко всем демократическим организациям мира поддержать справедливые требования народа Южной Осетии. Первое. Признать массовое истребление осетин в 1920 году в Южной Осетии этническим геноцидом со стороны Грузии. Второе. Признать правовую и моральную ответственность Грузии за геноцид южных осетин в 1920 году. Третье. Последнее. Истребовать от Грузии возмещение нанесенного материального и морального ущерба осетинскому народу во время геноцида 1920 года в размере 15 миллиардов рублей. Вот на этой ноте хотелось бы закончить выступление. Спасибо за внимание. Спасибо, Роберт Хазбиевич. Я просто хочу сказать, что на самом деле вчера, когда мы планировали уже обозначить регламент конференции, мы тогда узнали, что часть наших гостей не приедет из Северной Осетии в Южную, из Питера, из Ставрополя. И в режиме форс-мажорном решили организовать вот такую форму выступлений через скайп, через записи. Но я думаю, что наши айтишники с этим справились. Спасибо им за это. У нас еще будет одно выступление тоже в режиме онлайн. И я думаю, что и на будущее можно будет с учетом реалий и всяких рисков вот такую форму проведения конференции также использовать. Ну а теперь я хочу предоставить слово декану историко-юридического факультета ЮГУ имени Тибилова, кандидату исторических наук, доценту Гиви Романовичу Гатикоеву. Тема выступления «Геноцид 1920 года. Виновники и жертвы». Регламент 5 минут. Спасибо. Хотя во взаимоотношениях осетинского и грузинского народов существует много страниц добрососедского сотрудничества, но в целом они развивались преимущественно в русле противостояния и столкновений. Осетинские земли непрерывно подвергались вооруженным нашествиям со стороны грузинских деспотов, что приводило к опустошению края. Но успехи были временными. Агрессор не имел ни сил, ни средств, чтобы окончательно покорить свободолюбивый народ. Однако после добровольного вхождения в состав России, Единой Осетии, затем грузинских земель, положение меняется. При поддержке царской администрации регулярных войск Южная Осетия была подвергнута тотальной экспансии, что привело к решительному сопротивлению населения. Борьба достигла такого размаха, что царские власти с прощения грузинских феодалов несколько раз рассматривали вопрос о депортации осетин со своей исторической родины. Однако это покровительство имело определенные рамки, и Россия по объективным причинам не могла допустить геноцид верному ему народу. Но в феврале февральская революция сломала русское многонациональное государство, и Грузия получила возможность реализовать свою давнюю цель – уничтожить Южную Осетию. В Южной Осетии после февраля существовало фактически две власти. И с 30 апреля 1920 года окружной комитет партии приступил к формированию бригады. Войсковое формирование было укомплектовано за несколько дней, и к середине мая 1920 года насчитывало около 2000 бойцов, на вооружении которых были винтовки, пулеметы и в незначительном количестве артиллерия. Грузинские войска вместе с пограничными отрядами и милицией начали разоружать население и двигаться к перевалам с целью отрезать Южную Осетию от Советской России. Действия карателей вызвали решительное сопротивление крестьян русского района, к которым присоединились и трудящиеся других регионов края. В Южной Осетии начинается очередное восстание. Красные партизаны арестовали меньшевистского комиссара и всю милицию. Повстанцы в количестве 300 бойцов перекрыли подступы в Грузский регион и на протяжении одного месяца отбивали яростные атаки меньшевистских войск. 6 мая 1920 года в селе Рук состоялось расширенное заседание Гостинского ревкома с участием представителей Кавказского краевого комитета, на котором было решено единогласно объявить советскую власть в Рукском ущелье. Надо отметить то, что при обсуждении этого вопроса некоторые участники заседания выражали сомнения о целесообразности немедленного начала вооруженного восстания. Единогласное решение было принято после того, как прозвучали заверения со стороны членов Кавказского краевого комитета о возможности помощи повстанцам из Грузии и поддержки Северного Кавказа. Вероятность поддержки революционного выступления в Южной Осетии этого времени была действительно не безосновательна. Дело в том, что в конце апреля 2020 года
произошла советизация Азербайджана, и командование 11-й Красной Армии готовилось продолжить наступление против меньшевистской Грузии, при этом рассчитывая на помощь повстанцев края. Однако затем внешнеполитическое положение Советской России значительно осложняется в результате начавшейся войны с буржуазно-помещичьей Польшей и наступление белогвардейцев генерала Врангеля, что не позволило Красной Армии оказать помощь югославским повстанцам. Положение повстанцев Южной Осетии еще более осложнилось в связи с тем, что 7 мая 2020 года в Москве меньшевистская Грузия заключила мирный договор, установила дипломатические отношения с Советской Россией, согласно которому обе стороны обязались не вмешиваться в внутренние дела друг друга. Руководители повстанческого движения Южной Осетии основательно разбирались в геополитической ситуации, складывавшейся во время этих событий. Это подтверждается в письме председателя Юго-Осетинского окружного комитета партии Санакоева, секретарю того же окружкома Джатиеву. В директивном письме предлагалось начать переговоры с меньшевистским правительством о мирном разрешении конфликта с непременным условием отвода всех войск к исходным позициям. Однако каратели решили действовать силовыми методами, чтобы окончательно покончить с национально-освободительным движением. В Южную Осетию были направлены новые войска с целью занять перевалы и отсечь мятежный регион от Северного Кавказа. Встревоженные сложившейся ситуацией в конце мая в Северную Осетию прибыли посланцы Юго-Осетинского ревкома с настоятельной просьбой оказать помощь повстанцам. Тогда же во Владикавказе стали поступать тревожные сведения о том, что меньшевистские каратели готовятся сжечь дома бойцов Юго-Осетинской бригады и расстрелять их семьи, в том числе детей. В войсковом соединении началось брожение. Бойцы требовали немедленно выступить на защиту крестьян. В такой обстановке 28 мая 2020 года во Владикавказе состоялась вторая конференция Юго-Осетинской организации РКПБ. Руководство партийной организации Южной Осетии посчитало выступление боевых формирований бригады повстанцев преждевременным. Это решение являлось верным, так как оно учитывало неблагоприятный для красных партизан расклад сил. Было очевидно, что Советская Россия, которая вела кровопролитную войну с Белопанской Польшей и белогвардейцами, не могла открыть новый фронт в Закавказье. Однако из Южной Осетии во Владикавказ стали поступать новые сведения о злодеяниях карателей, острой нехватке у повстанцев живой силы, оружия, боеприпасов и продовольствия. Среди бойцов повстанческого движения иммигрантов все более возрастало недовольство выжидательной тактикой руководства. Шли даже разговоры о изменческой политике окружного комитета. 30 мая 2020 года во Владикавказе состоялся большой митинг, который был организован Юго-Осетинским окружным комитетом совместно с Ревкомом. В присутствии представителей всех партийных организаций районов Южной Осетии. Часть руководителей повстанческого движения считала выступление преждевременным, предлагала отсрочить начавшееся всеобщее восстание. Однако подавляющее большинство собравшихся поддержало требование о немедленном наступлении на Южную Осетию. Принятие этого решения особую роль сыграли сами бойцы Юго-Осетинской бригады, которые требовали от своего руководства немедленного возвращения на родину для спасения семей и близких от истребления. В ночь с 31 мая по 1 июня 1920 года Юго-Осетинская бригада, еще не полностью укомплектованная, под видом тактических занятий, выдвинулась из Владикавказа и через несколько дней, достигнув села Нар, 3 колоннами перешла Рукский, Зикарский и Мамисонский перевалы, вступив в Южную Осетию. Прошло почти 100 лет с этих событий, но до сих пор историки и политологи не могут перейти к единому мнению о том, почему Южная Осетия, тогда втянувшись в этот неравный, заведомо проигрышный бой с кровожадным противником. Утверждение о том, что высшее руководство Советской России в лице Сталина и Орджоникидзе сознательно вовлекли осетинский народ в кровавую войну, являются несостоятельными. Сталин еще в начале мая в телефонном разговоре советовал Орджоникидзе убедить повстанцев, а речь шла о восставших осетинах, не торопиться с выступлением и сохранить свои силы для ближайшего будущего.
Орджоникидзе, как верный исполнитель директив партийной верхушки, доложил, ваше приказание будет исполнено с точностью. С целью предотвращения самовольного выдвижения бойцов Юго-Осетинской бригады из Владикавказа на помощь повстанцам по решению Орджоникидзе у повстанцев были отобраны 40 станковых пулеметов. Таким образом, войсковое формирование частично было разоружено. Из всего вышеизложенного следует вывод о том, что выступление Юго-Осетинской бригады носило стихийный характер. Неуправляемые процессы привели к трагической развязке. Очередное наступление грузинских карателей в мае 2020 года, приказ об уничтожении семей и жилища бойцов бригады заставили руководство Юго-Осетинского национально-освободительного движения самих повстанцев решиться на отчаянный шаг, самовольно двинуться на помощь, на защиту своих близких. Их невозможно было остановить. Летом 1920 года в силу объективных обстоятельств меньшевики получили возможность осуществить историческую цель – уничтожить свободолюбивых осетин. Военный министр, здесь уже было сказано, лорд Кипанидзе, издает обращение к грузинским войскам с призывом не щадить изменников, ядовитых змей с их змеенышами, которые должны быть уничтожены. Это обращение пронизано патологической ненавистью к осетинам. В нем отчетливо звучит призыв к уничтожению целого народа, в том числе детей. Данное обращение является свидетельством того, что последовавший за ним геноцид был санкционирован на высшем государственном уровне. Его осуществление не заставило себя ждать. Спасибо за внимание. Спасибо, Георгий Романович. Тема нашего следующего выступления – геноцид южных осетин в решениях парламента Республики Южная Осетия 4-го созыва. Слово предоставляется Юрию Альбертовичу Дицойте, заведующему кафедрой осетинского языка и общего языкознания ЮГУ имени Тибилова, кандидату филологических наук. Пожалуйста. Уважаемые представители и руководства Южной Осетии, и руководство нашего университета, я благодарен всем за то, что у нас появилась наконец-то возможность беспристрастно, очень трезво, собрав все необходимые документы, материалы, оценить то преступление, которое было совершено нашими южными соседями и в 2020 году, и в последующие годы. Ну, должен отметить, что этим вопросом занимался в том числе и парламент первого созыва. Там два наших, ну, я бы сказал, выдающихся ученых, и Рутен Семенович Кабисов, и Дзуцат Хаджимурат Арамбекович выносили вопрос тогда на сессию. Я был тогда участником. Но это дело как-то заглохло. А самая главная идея, она была достигнута. Самая главная мысль была в том, что мы сами себе должны признаться в том, что был совершен геноцид. Это была оценка, это была политическая и юридическая оценка, и она прозвучала. Потом уже парламент 4-го созыва, в котором ваш покорный слуга участвовал, я сам возглавлял комиссию, которая занималась вопросами геноцида, она дважды рассматривала вопрос. Первый раз это вопрос о геноциде осетин с 89 по 92 год. И вторым решением это геноцид 2020 года. Был собран огромный корпус материалов, огромный. Он был у нас, он сгорел в парламенте, но мы его успели тиражировать и разослать. И в Северную Осетию в парламент мы послали, и в Государственную Думу Российской Федерации. Я лично несколько раз встречался с Плигиным, его нам выделили в качестве помощника, он хороший юрист. Мы с ним работали, обсуждали детали, я думаю, все это можно найти. И в посольстве нашем мы в Москве оставили целую кипу, извините, я показываю на пальцах, вот такой толщины папка, где были ксерокопии всех документов, которые, кстати говоря, может не все, но прозвучали и здесь. Были в том числе и воспоминания людей, в особенности касающиеся событий с 89 по 92 год. Вот. Ну, я считаю, что была проведена неплохая работа, и парламент 4-го созыва дал четкое определение. Оно, кстати, прозвучало здесь,
что со стороны Осетин это было национально-освободительное движение, раз, со стороны Грузии это был геноцид. И они путем уничтожения осетинского народа пытались или попытались решить вопрос, который для них являлся, ну, скажем так, неразрешимой проблемой. Они не знали, что делать с осетинами, которые не хотят выходить вместе с ними тогда развалилась Российская империя, Лига наций признала Грузию, они собирались туда вступать, а мы не хотели, то есть наши предки не хотели. Вот первый раз конфликт был завязан на этой основе. И второй раз произошло то же самое. Ну, я не буду сейчас приводить ни цифр, ни процентов. Они прозвучали, все правильно, по-моему, все хорошо было сказано. Я хочу добавить или развить ту идею о тихом геноциде. На самом деле, на протяжении всего советского времени проходил и тихий геноцид. Это тоже прозвучало, это тоже фраза оттуда, то есть мы это тоже рассматривали, тихий геноцид. И то, что алфавит поменяли на грузинский, это тоже элементы геноцида. У нас есть свидетельские показания были, пишет человек неграмотный. Человек не мог освоить, значит, он с латинского алфавита, ему предложили перейти на грузинский, а он его не усвоил. Вот такие выражения откровенные. Да. Но был еще один момент, значит, в 20-е годы, значит, в 22-м, 3-м, осетин стали возвращать, даже в 21-м, сразу их стали возвращать. И тут же началась новая кампания, об этом никто не говорит. Я вам сейчас хочу один небольшой факт рассказать из биографии, ну, скажем так, моей семьи, за что прошу прощения, но это тоже часть осетинского общества. В конце 20-х их тоже выселяли. Только это делали тихо и спокойно, это делали уже коммунисты. Они обходили села и говорили: извините, моя родная мать родилась в Ставропольском крае, в селении Скакун. С какой стати? Додот так санабута. А потому что обходили села, зашли в село Додот и сказали: вам здесь жить не дадут, надо переселяться туда. Там Россия выделила земли. Переселились они, оказалось, что там было уже огромное количество осетин. Это было село Скакун, оно не осетинское, но к моменту, когда члены моей семьи туда переселились, там было огромное количество осетин. И вот смотрите, сколько раз их выселяли. Значит, в конце 20-х их из Южной Осетии туда, в Ставропольский край, началась война, она их застала там. Ингушей выселили, их переселили. Причем они об этом не просили. Их переселили в селение Али-Юрт. Ингушей вернули, их из Али-Юрта переселили в Ольгинское. А потом они сами решили: ну что мы будем мыкаться, что мы будем, сколько раз их переселили. Сами встали и уже сами переселились сюда, в Южную Осетию, вернулись, ну, уже не в Додот, но в селение Жау. Это тоже геноцид. Когда людей заставляют покидать свои родные дома, и они выезжают куда-то в поисках просто, лучшей доли, это тоже геноцид. Это создание условий, несовместимых с жизнью. То, чего мы не сделали в парламенте или не успели сделать, потому что это было в 2006 году, ситуацию грузины нагнетали, мы собирались, значит, принять закон о геноциде. Там мы приняли постановление о геноциде, а надо было принять закон о геноциде. Мы обратились, значит, и в Северную Осетию, и в Российскую Федерацию, и по Северному Кавказу мы развезли документы. Отношение было нормальное, сочувственное, никто не спорил. Они все, кстати, знали об этих и многих других фактах. Поэтому я думаю, что к этому вопросу, может быть, нужно вернуться еще раз, чтобы принять этот самый закон. Что касается наших грузинских оппонентов, в 2006 году проходили 2 раунда, значит, переговоров между парламентариями Южной Осетии и Грузии. Я участвовал в этих переговорах,
не переговорах, ну так, встречах. Я возглавлял юго-осетинскую парламентскую делегацию. Мы встречались в Любляне и в Брюсселе дважды. Я им рассказал о геноциде. Они сделали вид, что они впервые в жизни об этом слышат. Это шок. Да что, да не может этого быть, а вот мы уточним. А я их попросил, а вы уточните. Я абсолютно уверен, что у них гораздо больше материала о геноциде южных осетин, чем здесь у нас. Я уверен, что в советское время тут и архивы слегка подчистили или обработали, и, может быть, СМИ, тут хорошее выступление прозвучало. Я удивился, что в газете нашей местной столько материала. У них, я вас уверяю, гораздо больше, но кто нам их предоставит? Разве это возможно? Я думаю, что нет. Поэтому нам придется действовать своими собственными силами. Еще раз большое спасибо. Спасибо и Владимиру Владимировичу Путину за то, что он упомянул о геноциде. Это дало нам возможность сегодня встретиться. Спасибо и руководству еще раз за то, что и столетиями наконец-то можно говорить о геноциде как о факте нашей родной истории. Большое спасибо за внимание. Вам спасибо, Юрий Альбертович. Следующее выступление я хочу предоставить заведующему кафедрой осетинской литературы ЮГУ, профессору, кандидату филологических наук Гацеру Гавриловичу Плите. Пожалуйста. Подфицагар факанен абун хас конференции мачирсы диудунан стайф халат каман нафаси хаудунан. Эштурар факанен на президентан хас аз مثل نماد کایرسدیس حرف کنن نریکتورن من هاخم استقطع کیسارستا اما آبون حساخشک فارستل کیزورم آتی در یخینو میزورم کفردیو نیسته و در مخدگردین ما قدا خمو خاص فارستل فتزاخات ازونن مقوسن هاخم کنفرانسی خوش‌سازی‌سون فتزا گناسیدل. کایزان قوه آستودی کم دوی سازه کم دستم دوی سازه کم فلدر تا نباریس کوی کودوی وقت ماهاس گناسید کوی نیستوری نودی یا خوش اکتوات سگن بارن قوه سایت تو خیسابای تاخت فوالاخیس بندورون مثلا ناسید خسان خرامزی ناد مازن نوید خای فتزا گناسید ارمجت ما خم مخور نیرسدسته هر مافستی سافت در زاغیا و در سرمجت هر سریفست را دایدر برگوستانل بودون استاورا بول آرخیف تودسته من نیمزک او خای سر درسدسته هاوس دوجه مکایزان قوه آبون بون من سر مجد اینک او خودون دی ساگنزوری نگسته فلا ولنگا استه بوزنک پوغاتک استاین هر وقتگان هم ایقال در کست نوزن هاستی مایل مواد فلدر را کسستم هاس قد تکتم مت ایماو هاس فارست مروکم اما کیزن قوه خوصاری را نیالی کمندر آل رایونم در یخی استوریس فلا هاسه آست دوونم آستس ترسدی هاسه که ناسیدو من یا سینتر دی روکه فتزا خاتو مارس ترسدی پارتیون ارگانیزاسی دلاستر دون کرد پولنا رابطه هاوم دستی بولدر خاصه ریوالوسیه مقطعت خواهد چیستادون سنا قطعسی پلیت آرون زاتیات الکساندر آبایت الکساندر گاگلویت سیرگی مکزن قوم سالواز بیرودیس یا تکا سینترودیس بیجات چیرمن و تر نه اینتلیگنسیا هاومن بازادیس ولنگای ارمجتا آبون کولن سایم هاودون مکزن قوه اینما رو کمیت خای اما سویتو خیساد ارسدی راسید فتزاخات کیزن قوه منه هاسه فارست ورد کرسدی گناسید آزوات آسیاز و ارکاست در سما درت روکو مفاداناست که اشکولا گرزیاگ نودی فلا من کری آف ساخات گرزیاگو دی دو ساخات تا ایرون
Hoffta jag fadan zabun alfabetul na fadan skola. Institut maksud tanat urusog alfabetul di fanzai set paramoze. Makazan qawsak u khor ramadar khatsa kutta. Abur razendeste mana khusarir kairastadi uyudi narastajı Mavz revolüsyoner taysala qudamatiye raydayga beja çirmeli qudadar festiste zirtoy garraju umar makhur zirtoy sirkhf sad zawaj qawurs افسادی مخص میمخ من رافدل زنی حاصل است سالستوی گرزی کمپارتی که خونن کمونیستا پارتی نیتا مصونلیزم دفدارانی یو روک ودسته مسته خطا کستن کود توی و سر بافس نایت توی مکیزان قوه حاصل خطاج حاصل راسید اما ساقاتر دیگه خوش مکوخ نبافت دی ما هاومه گسکه خامش ترزیانتا ارسیدیس روک زری افتون بیرا وس دوغا نفدیشان تشیدی فلزا دوران سنبرستون اما فسکه در سقوما نکود تایم هیر زرتوی افتا روچه دلاغ روچه خیست دار کای خورنز هاویس کنکو مایوشتر خوخی تلویزر تیارا خفدیسنز خونه مای ناجن خوخ Menschewik sad kamte na bazdi falarkhisteste haulte. Ama vam sema nachisa waiganje taudi و دون سفندگی ساختای کوی ما کامتل تا و دون نباند دای کوی دور از آقای در صفحه ساختای کوی ما کزان قوه یر موز خزرتای رو کرتا خزر نباسختوی دو تو مایتای ما یوتا زیران تای فلو دون در دوه ساویتون دوجه من راج باسق دسته روکمای سرک کد یاد الکترون روخسیما راست نار خواهد توی ما دوه در باسق دسته میا روکم در توی آدم طریقه دای یو ماز باز داد یا بون در تو مای تای و فلا روک خسنا هم خاصنی کدیس من وایگنج تزویدیس اخسان نه ارمست در هم خواست باز دادی چی در سن گردر دیگه زونگت ها بودیس Hier de unamaze genocid, boal gotak taudes. Maar kazana kau dur nalnu wachtui. Hier jedes ma fasai savan hause harde, jul daar zich lagt uf khonens. Maar ze ashter dur tai, maar beja tai jiu ziga, kucha polimiatima. Hause dur zich sante beredi. ما jedes ما فساد سدیس نتزاخت آسه آبونم کوبوندر یا کوی نیچی کنه حاصل لگن کیزان قوه سگاتی رای بلغستانه چی رای راستی هودونه یو آستی موتن زونگه ملکتور جیوتی لاریونه رای دایگه اما هر مخ گذشته کام نجت هم حدودی استمایت فرسای ما حدودم در فارق کنی تا بازدی ولنگای مسینکته و ترجیوت لینتویان یا مسینکته ولدای در بلغستان تخی و ما موم دیس ما گومای پسه کاینا آی کود توی نکوختار کنجته هوس خبرته ما قگا گویو من یا راست ساخت سر بومبیرات ساخت دادم فلا دادم مثلا نوج در توجلسانت بالا کردن که بلغستان توخه مکیزن قو هودون من یا کوی مراد کود تا ساناقوت اصلانن بانت سیرای وزنت پولی میوتور دیگه فلماس خسته دسته وی قامت هم اخسار گرده خورز توم پر رستاد تیم بوله ما یوم نامت تامزیو گم مواخس والا هاوسک از اخبند و پولیموده بانگتون هودون ایسکو باورک کنون های من نیکو بانتستی هاوندام نگادسته دو پولیموده هر آخام خابرت باز دادی بیرف دیسن تاودی فلسفه سگ نفسی ندرسم بار دیس
kad komma navattar ragdottaman bertan samay nixsan xalorzinot srazofastama yerna iratta sayt khazaqtu zaynazun fala bazad iragunum bisun dokham nafetta و ما نزیزاتا نیاج کسف سایوتتر نفت نباس نیست خط سرزنی خیسانه باز زایزنی از ستناب و نوز قدیمه ماخ آخم آدم خاطرستم من نفت بدتا ندود که بدتا تاخت فی رخ فینس من تا آسانیر طریقت کنم کمن درته فلا نفت دلتم بیسون من که از آختون هوی سفنده کرسوا و در ما خنها دونیمه سیوگرنن نیکویس سانا قد فیلیکس رستجه زناور یو فنگودی هر گو خلاشویلی دی چیوری دکا لگ ما ویو مدیس ما کبازت تاسه فنگلی رون نی و دیا فنگ سستا دیمه کفدا کمر آخم را کودتا سررمبونت سببلت ناخم بناتنسه ورتوی لینینگور کاسپ ما پارزنن سخینوال گورما زناور آگاراما مدام زاوسا قام آخصا یا بناته اما زرازن دیسیو شویلی ایرونای ما هم بیرت هست که قده کندست نیکالایویشه شالوخته اور دگر سدی هما باسدیم بیزخسر یا خیخوزم پنسیانیرت سستن کودتا اما نخط است فراست ما تبیلیسمه شیورنازه بودی دیستر فکودتا رایستاسا مثال ما دو فستن سدیستاد موزو گوزاک چری بای زخل نالودی کس ما سخوزن قده تیما کستوی اما قده کودتوی ما هم اگه که آبون بون من کیزن قوه و در مخی قده زورن نیستودیم تا یه نردست فاسیوت قومر فاسیوت است ما هاز خبرته نزوننس واس ما یونون گوستم یونون فلاس همه خوینه هاوین آدم نزون سوما ما یکوی کنه نیکو وقتوی یکوی کنه نیکو وقتوی اما اوسم بیسم تا کنه خبرتا اگر استمای هم سخیموال گدیات سیکایم بیره لپوت هودی مزیو خوندی کولیا نیکالای مودی بور ورس ساج خوزن اما سقدق زرطا ورس ساگو ما هاوی را خیزن کودتوی من انمواره سیرر وستا از خاسود راسیدود ساویتو خیساد و مختر تاغدود استمون آده فساید توی ما کزن قوه حاسب به صوته هر نابون لیتراتورای زبخ راید توی زنن ماته نفند دیگر استم یا خمرمگی ماته سنافتریوت من گخد فسکی من نریوت گخد کد من خسن کنود نوی قوم ازونم میزونگر کن نکنم حوسش در توخته ماته خوزن سرتک آدر ایو در نودی اگر استمای سگات هیر مدر می نفند دی من سدر که خطا قولت تکوتوی من یک موخ فساختو اندرام نکن تاوسید بیش جا چرمین بونگ نفست دادنیونیک میوی در زغه فلا بیجات چرمینی کس راست تو یچینی کراسی دیادی کنفرانسیای نفش تایی وافتا ویس بونگ نفست ساویتون دوجه من اخیسان که زاختوی اتام بسته یا سرل سیستا اما کهزن قوه چرمینه نوسه بونگ سرمجه تایی هودون در کنکو مزورنس فتاخت کودتان راستن هر مخیب مایی نه دیسکت سمک هستند کد اون ماخ نودی دوشت ماخ نودی و سمسیت است لزوم سمودی اونای دوشت ما کد مسخیت ها ماخ نودی و گرگا سال ما وست بغاتر فیم بلدوم سمس آرستوی گاز را خدای هاو ما مارتو سوالون در ایزتا
Гадиат секвания зарон биография феси райгурдис хусарирс тон худ коме ганисахав. Хусарир махалтуима милет ганистета Ермания дестета бентун вахсте. Терсима Huze gauta, na chizeta terse maudun chizeta machma chinze sediste. O. Ma haudata suragiste na fedal tezachetaina umine bun nalis. Mana fidarov karola verta. Ui shamil yarasta jergum efesta. Gurzeston öster sadisai lise, ireston tause sadise liachibatte. Madame Hauelu kars besau ama toche sar. Sai birazurani ba khatir karun. Terbuznegocur, medakuragdan shemay tak керойсумиз медошен рукма уже мигрант тессора, мы сабхасан на музей, на университет, на Бузнек. У нас еще одно выступление в режиме онлайн по скайпу. Выступит наша гостья из Луганского национального университета имени Шевченко Светлана Григорьевна Печенникова, заведующая кафедрой культурологии, экранных искусств и телевидения Луганского национального университета, генеральный директор студенческого интернет-телевидения Шпиль ТВ. Пожалуйста, Александр Константинович, свяжите нас, пожалуйста, с нашей гостьей. Здравствуйте. Вадим Батазович, позвольте поприветствовать вас от лица Луганской Народной Республики, от Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Выразить слова огромной благодарности за то, что вы пригласили нас поучаствовать в работе Международной научно-практической конференции. Уважаемые коллеги, тема, которая затронута в работе Международной научно-практической конференции, для нас очень понятна и близка. Во времена нестабильности, напряженной атмосферы, на политической арене тысячи политиков по всему миру двигаются по вектору разрушения спорных и разрешения спорных вопросов и урегулирования возникающих конфликтов как международных, так и локальных. Не исключением является ситуация, сложившаяся в данный момент на Донбассе. Телерепортеры, корреспонденты, журналисты, профессиональный долг которых всегда находиться там, где происходит вооруженное столкновение, как раз таки и принимают непосредственное участие в освещении этих событий. Не бывает тележурналистики стопроцентно объективной и беспристрастной, как не бывает журналистики независимой, без изъяна. Другое дело, что объективность, беспристрастность и независимость – это те идеалы, к которым нужно и нужно стремиться. При освещении вооруженного конфликта, гражданской войны на Донбассе идеальными для СМИ является отражение позиции обеих сторон конфликта. Однако такие случаи невероятно редки. К таким журналистам относятся с крайним недоверием, ведь они, по всей видимости, могут передать засекреченную информацию, будь то позиции противоборствующих сторон или количество единиц техники, и это опасение не лишено логики. Этот же принцип должен распространяться и на информацию. Нередким являются случаи, когда телерепортер, сам того не зная, может случайно показать номера техники, которую противнику знать совсем не нужно. Сопровождение военнослужащих на бронемашине рядом с телерепортерами вполне допустимо, так как они следят за выполнением тонкостей, о которых я сказала выше. После каждой такой съемки на военную тематику будущие материалы до выхода в эфир обязательно должны будут согласованы с Министерством обороны Луганской Народной Республики, а если, соответственно, сюжет снимается на территории Донецка, то Донецкой Народной Республики. В целом говоря, в военном конфликте на Донбассе, а конкретно в гражданской войне, заметна все возрастающая роль масс-медиа, которая используется для легитимизации последующего вооруженного разрешения конфликта, как на уровне международных отношений и организаций, так и на уровне обработки общественного мнения внутри своей страны и за ее пределами. Конфликт на Донбассе показал, что масс-медиа могут выступить в роли заменителя реальных военных действий, так как СМИ формируют общественное мнение, воздействуя на разные категории населения. Главное знать, на какую и каким образом воздействовать.
Интересно наблюдать за так называемым понятием, которое появилось буквально в последние 10 лет. Это понятие связано с информационной войной. И мы, как никто другой, будучи в нее вовлечены, можем с легкостью сказать о том, что информация, которая подается в разных источниках, не совсем является правдой. Для примера можно взять любую новость, касающуюся изменений на Донбассе. И можно ее прочесть в 3 разных источниках, либо увидеть в 3 разных источниках. Это, например, могут быть источники республики, также это источники украинских каналов, либо сайтов. И можно взять, допустим, для анализа источники зарубежных телерадиокомпаний. Таким образом, вы получите совершенно разные по смыслу новости с редкими совпадениями. Назовем несколько конкретных фактов, и, если позволите, я хотела бы продемонстрировать пример такой неправдивой информации, которую подают некоторые источники информации Украины. Вернемся в 2014 год. Вы можете наблюдать запись онлайн-камеры. Это авиаудар по зданию Луганской областной государственной администрации. Этот авиаудар произошел 2 июня 2014 года. Он был нанесен украинскими ВВС в ходе выполнения боевых заданий по воздушной поддержке Луганского погранотряда, блокированного вооруженными сторонниками ЛНР. В результате штурмового удара, нанесенного примерно в 15:00 по находящемуся в самом центре города здания Луганской облгосадминистрации, автостоянки перед ним и скверов имени Героев Великой Отечественной войны, погибли 8 человек. Еще 28 человек были ранены осколками. Это официальная информация Луганской Народной Республики. Такую же информацию, только совсем с другой насыщенностью, передают украинские СМИ. Что же говорят украинские СМИ? Спикер штаба антитеррористической операции в 2014 году Селезнев заявил, что силы АТО не ведут огонь по жилым кварталам города и не используют авиацию в этих районах. По заявлению пресс-секретаря АТО Алексея Дмитрошковского, взрыв произошел внутри здания из-за неумелого обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами, а обстрела здания снаружи, тем более самолета, не было. Ряд украинских СМИ, такие серьезные агентства, как Униан, со ссылкой на соцсети, также «Украинская правда», некоторые должностные лица утверждали, что инцидент был вызван выстрелом с земли из ПЗРК по украинскому самолету. Причем ракета ПЗРК, захватив головкой и наведение горячий кондиционер на стене здания облгосадминистрации, вместо двигателя самолета попала в фасад госадминистрации. То есть, по сути, получается, что взорвался кондиционер, из-за этого появились такие жертвы. Что же говорят зарубежные СМИ? Журналист телеканала CNN, основываясь на результатах собственного расследования, проведенного совместно с военным экспертом, пришел к заключению о том, что здание облгосадминистрации подвергалось атаке украинских военных с воздуха. То есть зарубежные СМИ подтверждают информацию, которую вначале как раз таки и оповещала служба Луганской Народной Республики. Ситуация, которая разворачивается в ЛДНР, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, освещается многими репортерами, журналистами, как республиканского телевидения, российских телеканалов, мировых. Цель, которую преследуют репортеры, это освещение вооруженного конфликта, гражданской войны, зачастую рискуя ценой собственной жизни донести правду до людей. Можно привести в пример фамилии десятков журналистов, которые побывали на Донбассе, сняли сотни сюжетов, вышли сотнями передач. Независимый журналист из Британии Грег Филлипс, российский журналист Александр Сладков, Евгений Поддубный, Максим Фадеев, Александр Коц и многие-многие другие. Примером героического мужества стала работа российских журналистов, которые, к сожалению, погибли. Все вы знаете, что съемочная группа ГТРК, готовившая репортаж об эвакуации жителей расположенного под Луганском поселка Металлист, к сожалению, 17 июня 2014 года попала под минометный обстрел.
Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Через них был организован музей, и теперь музей носит имя Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Что же касается деятельности республиканского телевидения, то я могу сказать, что телевидение разделилось на до и после. До — это было телевидение Украины, после — это телевидение, которое стало возрождаться. В момент обстрелов и авиаударов, которые постоянно держали в ужасе республику, именно верные своему делу журналисты не стали оставлять свою родину и поддерживали вещание телеканала. Вы знаете, те репортажи, которые вещали наши корреспонденты, наши журналисты, они были очень необходимы для простого населения. Когда приезжал конвой, где можно было получить гуманитарную помощь, такие простые вещи, конечно, находили отклик в сердцах простых жителей Луганской Народной Республики. Со временем ряды репортеров, журналистов пополнила команда молодых специалистов, число которых входят выпускники нашего университета, а также студенты, которые обучаются на старших курсах. Я знаю, что регламент очень ограничен, но позвольте показать все-таки отрывок, фрагмент видеоработы. Это видеоработа нашей студентки-выпускницы. С этой видеоработой мы завоевали первое место в конкурсе любительских и профессиональных фильмов в 2019 году. Называется этот конкурс «Молодой киновед», который проходил в Российской Федерации, город Краснодар. Мы победили в номинации «Лучший телевизионный фильм». Позволите показать несколько фрагментов. Данил Деркаев, студент Института культуры и искусств, сотрудник государственной телерадиокомпании «Луганск-24», журналист, военный корреспондент. Человек, истории которого вызывают страх, шок, слезы, рассказы и видеокадры, привезенные с передовой, большинство из которых мы даже не можем показать. Когда ты приезжаешь сюда, как словно ты не знаешь, прилетит, не прилетит. Ты не знаешь, как тебя даже люди отреагируют, потому что они волей-неволей, но они негативно отнеслись к этому, потому что многие говорят, зачем сюда приезжать, если у вас такая еще возможность. Как раз вот прямое попадание уничтожило вооружение поэтому. Мы приехали, и я задаю вопрос, как дальше, что дальше будет. Да, плач стоит и говорит, ну что, как-то я не знаю, что дальше будет. Потому что нити нет, вот и далеко, мне их не забрал. Когда приезжаешь, ну тоже эмоций никаких, ну просто никаких нет. Ты просто делаешь свою работу, и все. Ну, машинально автомобиль. Первый выезд на передовую, первая съемка на журналистском пути, первая ночь в окопах, первый обстрел. Борьба с собственным страхом ради истины, которую он должен запечатлеть, записать, сделать свой профессиональный долг. Как сейчас помню, мы пришли поужинать, вот у них там была импровизированная столовая. Вот мы сели как вот так вот, я положил каску для себя, микрофон, и пробежали до номера. Вот, мы сели и буквально только две ножки съесть, и сразу первый же шпринт. И подбегает командир и спрашивает, ты как поедем? Вот такие, давай. Тогда было, конечно, шутка. Даже не спрашиваю, просто шутка, что ты впервые смотришь. Да, в принципе, любой журналист, не только корреспондент, как бы, нужно дать смелость, открытость для людей. Быть честным. И чтобы у человека присутствовал страх. Потому что страх помогает выжить. Потому что не нужно гнаться за картинкой и скрывать на этой картинке жизнью не только своей, но еще и твоей команды. Люди, о жизни которых важно и нужно рассказывать. Бывшие шахтеры, учителя, врачи, строители, бизнесмены стали полноценными солдатами на передовой. Простые люди, учившиеся воевать уже в войну. Вот там вот вокруг, и даже здесь, при подготовке, не совсем просто. Вот у них есть какое-то качество, которое невозможно объяснить. Вот доброта. Вот люди, которые готовы отдать жизнь, чтобы спасти, не знаю, ту же окно, да, спасти какую-то собаку, как вывести человека на эмоции.
Потому что военных легче всего вывести на живые, на настоящие эмоции. А эти эмоции становятся такой страданием. Потому что их ждут дома дети, их ждут дома жены, родители. Спасибо за возможность демонстрации небольшого фрагмента нашей видеоработы. Но я подытожу то, что было сказано выше, что подготовка таких специалистов необходима для республики. Мы нацелены на то, чтобы наши специалисты, закончив и получив высшее образование, оставались на территории республики, чтобы они стали на рубеже информационной безопасности. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Светлана Григорьевна. Жалко, что вы до нас не доехали, но мое приглашение остается в силе, и с коллегами ждем вас в удобное для вас время в Юго-Осетинском госуниверситете в более, скажем так, благоприятные времена, когда уже не будет никаких рисков по пересечению границ. И еще раз спасибо за интересное выступление. Теперь я хочу предоставить слово заведующему кафедрой политологии и социологии УГУ, кандидату политических наук Иналу Борисовичу Санакоеву, профессору кафедры политологии. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Об актуальности темы, о значимости, о своевременности, проведения этой конференции было уже много сказано. Геноцид как социально-политический феномен, тема очень обширная, и я боюсь, что если я сейчас подготовленный доклад буду зачитывать, он растянется минут на 15. Учитывая строгий регламент, я постараюсь сжать этот материал в несколько основных ключевых тезисов. Ну, во-первых, существует в научной литературе и в международной практике несколько подходов к трактовке феномена геноцида. Первую трактовку я бы назвал традиционную. Преимущественно наиболее четкая и полная традиционная трактовка геноцида, она содержится в Конвенции о геноциде 1948 года. Об этой конвенции, наверное, более подробно расскажет моя коллега Карина Акимовна в правовом плане. Но в политологическом плане конвенциональная трактовка геноцида означает признание геноцида как акта войны, как единовременного акта, сопровождающего те или иные военные действия. Современные трактовки геноцида значительно отличаются от традиционных трактовок в пользу его расширительного толкования. Так, с одной стороны, стало нормой абстрагироваться от трактовки геноцида как единовременного акта войны в пользу растянутости этого феномена по времени. То есть геноцид как феномен может быть растянут на протяжении нескольких лет или десятилетий, но имеет совершенно одинаковый, аналогичный характер, аналогичные последствия, что и в случае единовременного акта. Второй момент, который акцентируется в современных трактовках геноцида, сводится к тому, что он растянут не только по времени, он растянут еще и в пространстве. Что здесь имеется в виду? Если раньше геноцид предстает как прямое физическое уничтожение каких-то групп населения по различным признакам, расовым, этническим, национальным и другим, то в данной трактовке геноцид предстает как явление, имеющее точно такой же результат, но совершенно под воздействием других методов, в частности экономических, культурных, экологических. Имеется в виду направленное экономическое воздействие, которое также приводит в последующем к уничтожению, к исчезновению группы. И в то же время и такой результат дает и культурно направленный геноцид, и природный геноцид, который обозначают термином экоцид. Следующий очень важный момент в современных трактовках геноцида, и это очень важно вот для нас, применительно к нашему случаю, геноцид предстает не как случайный
случайный акт, а здесь уже прозвучал термин вполне уместный заговор. Это спланированная, и не акция, а спланированная политика, которая может осуществляться на протяжении нескольких десятков лет. Таким образом, вот современные трактовки геноцида, более расширительные, позволяют включить под определение этого феномена совершенно различные случаи, которые в традиционных трактовках очень трудно было бы подвести под определение геноцида. В итоге, в современных трактовках, в итоговой форме геноцид предстает, я вам сейчас зачитаю итоговое определение. В русле современных трактовок геноцид представляет собой не единовременный акт войны или конфликта, а преступную социально-политическую практику системного, заранее спланированного, хорошо организованного и хладнокровно осуществляемого террора, направленное на частичное или полное уничтожение отдельных сообществ. Вместе с тем, мне хотелось бы подчеркнуть ряд особенностей, специфических свойств этого феномена. И здесь можно выделить несколько моментов. Во-первых, эксперты все сходятся на мнении об последствиях геноцида. В оценке исследователей и экспертного сообщества, которые занимаются разработкой этой проблемы, геноцид оставляет настолько ужасающие последствия, что последующие поколения могут об этом помнить не один десяток, не одну сотню, и даже, как это ни странно, не одно тысячелетие. Настолько это четко отпечатывается в коллективной исторической памяти. Вторая интересная особенность геноцида, иногда спорная в литературе, это так называемая статистика геноцида. Часто вот спрашивают, сколько людей, какое количество должно, скажем, погибнуть, чтобы геноцид мог быть признан на международном уровне. Согласно современным оценкам, понятие статистики геноцида не должно существовать, поскольку убийство даже одного человека по мотивам его происхождения этнического или расового или какого-либо другого уже является актом геноцида. А тем более, если это группа. Следующий очень интересный момент – это так называемые документы геноцида. Если в прежних трактовках геноцида содержались требования предъявления каких-то документов, каких-то постановлений, скажем, на уровне государственной политики, то в современных трактовках термин «документ геноцида» совершенно считается неуместным. То есть есть документ или нет, более важно наличие самой вот этой преступной политики, и совершенно не обязательно подкреплять это какими-то правовыми документами. И в-четвертых, срок давности геноцида, здесь об этом уже было сказано, согласно Конвенции 1968 года не существует сроков давности за такие преступления, как геноцид. Вот это особенности. Теперь хотелось бы мне вот эти трактовки связать с осетинской ситуацией геноцида. И мне кажется, что именно современные трактовки геноцида, они больше удовлетворяют нашей ситуации и делают нашу аргументацию геноцида более широкой и более убедительной на международной арене. Ну, посмотрим. Давайте называть геноцидом не просто и не только события 2020 года, а и все то, что происходило после 2020 года со стороны Грузии в отношении Южной Осетии. Я имею в виду ту политику, которая целенаправленно осуществлялась грузинским руководством в отношении Южной Осетии во всех сферах. Это в сфере экономики, в сфере социальной жизни, в сфере культуры. У меня тут есть вся статистика, но сейчас, если я это все буду зачитывать, это будет очень долго. Больше всего вот в этих вещах мне показалось очень таким знаменательным и образным факт, когда в Южную Осетию, это был 49-й год, ну, по моим данным, когда в Южную Осетию был назначен руководителем Имнадзе, грузин. И, направляясь сюда на работать, он произнес свою якобы знаменитую фразу:
я еду работать в Южную Осетию, а вернусь из Грузии. То есть совершенно было ясно, для чего этот человек направлялся на работу в Южную Осетию и какие задачи перед ним стояли и что он должен был там решать. Таким образом, на мой взгляд, рассмотрение геноцида как системного социально-политического феномена позволяет составить наиболее полную его картину и выявить специфику локальных проявлений. Именно системное рассмотрение геноцида позволяет наиболее полно и адекватно применить его к нашим осетинским реалиям. Более того, такая трактовка геноцида значительно расширяет нашу аргументацию и в плане признания геноцида и неотвратимости наказания за него, вне зависимости от сроков давности. Спасибо. У меня все. Спасибо, Иван Борисович. Я думаю, что сегодня модератор себя ведет крайне скромно. А то есть модераторы, которые больше говорят, чем выступающие. Вот. Слово предоставляется заведующей кафедрой уголовного права ЮГУ имени Тибилова, старшему преподавателю Карине Акимовне Цхауревой. Тема выступления к вопросу о геноциде южных осетин в аспекте международного права. Пожалуйста. Уважаемые участники конференции, к данному вопросу я подойду и с точки зрения истории, и с точки зрения права тоже, потому что это немаловажно. В связи с приближающимся столетием трагических событий лета 1920 года в Южной Осетии и принятием к рассмотрению Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации обращения парламента Республики Южная Осетия с просьбой о признании геноцида южных осетин в 1920 году, вопрос данного исследования обретает дополнительную научно-теоретическую и практическую актуальность. На многовековом пути к реализации своего неотъемлемого права на самоопределение южные осетины накопили богатый опыт национально-освободительной борьбы, который прогнозируемо может вызвать вполне объяснимый интерес у современных народов, представителей национальных меньшинств ряда стран и регионов мира, в которых уже продолжают полыхать или тлеть очаги кровопролитных конфликтов. Как известно, Республика Южная Осетия в августе 2008 года обрела статус признанного независимого государства. Данное обстоятельство никак не должно придавать забвению тему исследования проблем геноцида южных осетин или отодвигать их на второй план. Напротив, обретение статуса международного признанного государства открывает перед учеными, теоретиками новые возможности в полный голос заявить о чинившемся на протяжении десятилетий фактическом терроре в отношении южной ветви осетинского народа. Обращаясь непосредственно к анализу и обсуждению вопроса геноцида, с правовой точки зрения следует признать необходимым подробнее разъяснить содержание самого термина «геноцид» на историческом уровне. Понятие «геноцид» в лексическом обороте стран и народов не существовало вплоть до 1944 года. То есть до того времени, пока известный в Польше ученый-правозащитник, юрист еврейского происхождения, профессор Рафаэль Лемкин не ввел его в лексический оборот в качестве специального термина для обозначения преступных деяний, совершаемых одним государством или людьми по отношению к другим людям с целью их уничтожения по определенным признакам. Для обозначения таких злодеяний профессор Лемкин соединил два понятия. Одно из них значит греческого происхождения, а второй он соединил латинского происхождения. То есть, значит, племя, род, этнос в переводе, значит, на русский с греческого означает, значит, генос означает племя, род, этнос, и другой термин с латинского означает убивать. То есть убивать людей, племя, род, этнос, не одного человека, а уже целый род, допустим. Сам автор термина «геноцид», эмигрированный в 1941 году в США, мыслил его для обозначения координированного плана различных действий, направленных на уничтожение жизненно важных основ существования национальных групп и самих этих групп как таковых. Впервые же слово «геноцид» в официальных документах появилось в обвинительном акте Международного военного трибунала в Нюрнберге в октябре 1946 года, причем оно было применено не как правовое понятие, а в качестве термина описательного, и то лишь в мотивировочной части приговора. 9 декабря 1948 года
Пусть и по настоянию самого Рафаэля Лемкина, но Организация Объединенных Наций одобрила Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него. Этот важнейший документ признал геноцид преступлением, которое нарушает нормы международного права, и призвал государства, которые подписали конвенцию, принимать жесткие меры по его предупреждению, вплоть до применения карательных мер за его совершение. Таким образом, геноцид был признан мировым сообществом как тягчайшее преступление человечества. Такая оценка вытекает из следующих основополагающих документов, принятых и признаваемых международным сообществом. Первым таким документом была резолюция 260А Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. А второй документ был это резолюция 2391 Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, о котором уже упоминал Медоев Дмитрий Николаевич. Но хочу обратить, что любое уголовно наказуемое деяние, любое преступное деяние, оно имеет срок давности. Именно это такие жестокие преступления, и поэтому Конвенция приняла такую резолюцию, что данным преступлениям, военным преступлениям и преступлениям против человечества, образующие геноцид, к ним не применяется срок давности. Переходя непосредственно к раскрытию темы рассматриваемого научного исследования, необходимо отметить, что данное социальное явление повторно коснулось Южной Осетии после 2020 года, после распада СССР в декабре 1991 года. В ответ на мирно выраженную волю народа Южной Осетии следовать нормам и требованиям действующего на тот период законодательства СССР, непринятие южными осетинами попыток Грузии втянуть их в сепаратическую деятельность и стремление Южной Осетии сохранить свое нахождение в составе СССР, руководство Грузии в январе 1991 года развернуло вторую по счету в 20 веке широкомасштабную вооруженную агрессию против Южной Осетии, в ходе которой было убито более 1000 граждан Южной Осетии, что составляет 1% от общего числа жителей Южной Осетии. Более 20 тысяч человек вынуждены были бежать из Южной Осетии в Россию, и более 80 тысяч с территории Грузии на территорию Южной Осетии и России. С приходом к власти в Грузии, Михаила Саакашвили в 2004 году, политическая и военная ситуация резко ухудшилась. Милитаризируя зону конфликта в ущерб вопросам безопасности и стабильности в регионе, под надуманным предлогом борьбы с контрабандой, грузинские власти с 2004 года стали планомерно осуществлять транспортную и продовольственную блокаду Южной Осетии. Силовые структуры Грузии, под контролем которых находились дороги в населенные пункты различных районов Южной Осетии, изымали у населения продукты первой необходимости, задерживали транспорт с гуманитарным грузом, не пропускали к больным автомобили скорой помощи. Если обратиться к действующему уголовному законодательству, то данные действия являлись способом достижения цели уничтожения целой нации и по всем уголовно-правовым нормам являлось особо тяжким преступлением геноцидом. В нарушение достигнутых в ходе миротворческого процесса соглашений грузинские силовые структуры незаконно устанавливали в зоне конфликта блокпосты, возводили фортификационные сооружения, систематически открывали огонь из артиллерийского и стрелкового оружия по городу Цхинвал и другим остинским населенным пунктам. В грузинском парламенте засчитывали списки граждан и лиц высшего руководства Республики Южная Осетия, подлежащие ликвидации. Свой приход к власти Михаил Саакашвили ознаменовал также тем, что, нарушив все достигнутые ранее договоренности, взял курс на достижение своих целей в грузино-осетинском конфликте при помощи военной силы. С этой целью ему необходимо было разрушить ЕСКК, в которой Грузия видела главное препятствие к развязыванию войны и, к сожалению, осуществила свой коварный замысел в августе 2008 года. С 2004 года по 8 августа 2008 года правоохранительными органами Республики Южная Осетия возбуждено 166 многоэпизодных уголовных дел, связанных с преступлениями представителей силовых ведомств Республики Грузия в отношении населения Республики Южная Осетия. Таким образом, в 2004-2008 годах Грузия совершила военное преступление в понимании Римского статута Устава Международного уголовного суда. К ним относятся умышленное убийство, применение запрещенных средств и методов ведения войны, пытки и бесчеловечное обращение,
умышленное причинение тяжких преступлений, вероломное использование эмблемы Красного Креста, бессмысленное разрушение городов и других населенных пунктов, уничтожение культурных ценностей и многое другое. Представляется необходимым отметить, что действия Республики Грузия входят в грубейшее противоречие с нормами международного права, в том числе и гуманитарного, попирают множество международных конвенций и деклараций, касающихся прав человека как в мирное, так и в военное время, в том числе и 4 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, которые приняты в развитии предыдущих Гаагских. Сегодня совершенно справедливо можно утверждать, что признание Южной Осетии Российской Федерации – логическое завершение принуждения агрессора к миру и надежная гарантия от неповторения геноцида Южных Осетин. Спасибо. Политическая репрессия Южных Осетин как элемент геноцидной политики Грузии. Зукаев Коста Георгиевич, доцент кафедры философии ЮГУ имени Тигилова, кандидат философских. Спасибо, Карина. Коллеги, благодарю вас за ваше присутствие здесь сегодня и за то, что мы вместе с вами заканчиваем эту уникальную действительно конференцию, как это подчеркнул наш старейшина Акаций Гаврилович Плиев. На моей памяти тоже первый раз такое мероприятие проходит за все время новейшей нашей истории. И это очень знаменательно. Конечно, понятно, что столетний юбилей нас к этому и обязывает с одной стороны, но с другой стороны это и достойно всяких похвал решение нашего руководства политического. Потому что такой юбилей, конечно, мы должны отметить максимально объемно, широко, насколько это в нашем ресурсе, так сказать, в наших возможностях. И хорошо, что Владимир Ботазович решил провести эту конференцию, несмотря на объявленный карантин, в пользу. То, что мы сегодня все-таки решили вот так собраться, это очень хорошо, на мой взгляд. Зная о том и слыша предыдущие выступления, это мне дает некоторые преимущества, потому что я могу не повторять того, о чем уже говорили коллеги. И, значит, считаю честью завершить сегодняшнее выступление нашу конференцию своим выступлением, я привлеку ваше внимание к 2-3 конкретным обстоятельствам, чтобы и вам тоже это было интересно. Во-первых, первое, что я хочу сказать, это то, что геноцид 1920 года действительно является фактом живой памяти нашего народа. Моему отцу было 9 лет, когда они бежали через Дзумакский хребет, он очень хорошо помнил эти события и иногда в застольях об этом рассказывал. Его дядя Габила Дзугаев был тем пулеметчиком, который по приказу Натеса Накоева прикрывал отход беженцев, значит, возле моста недалеко от селения Дзал и спас буквально многие тысяч беженцев. Там была многотысячная масса, которую грузины вот-вот должны были настигнуть и истребить. И он своим пулеметным огнем их отогнал, так сказать, от беженцев. И мне особенно интересно было услышать от Гацира Гавриловича недавно, что, оказывается, мой дед Хасахо, который прожил 115 лет, был, представьте себе, проводником Рождена Козаева, когда он переходил через хребет. И, значит, в последующем там в России уже дошел до Москвы и встретился с Лениным, передав ему известный наш меморандум. Вот так это, наверное, в каждом роду, в каждой фамилии у нас здесь может человек об этом сказать. И здесь присутствующие тоже это вспоминали. На меня большое впечатление произвело воспоминание вот Мурата Джоева о том, что 9 человек погибло в ближайшей родне. Это же, представьте, это геноцид. Это первое. Значит, второе, то, что хочу сказать, что причины и события этой трагедии, конечно, в настоящее время, в принципе, уже неплохо описаны исследованиями. В частности, я могу вам привести в пример показательный, да, монографию коллеги Гиви, значит, Романовича Гатикоева, которую я прочитал и составил к ней, значит, предисловие. И там автору, мне кажется, удалось существенно обновить наши знания о периоде вот этих революционных пертурбаций в Южной Осетии, а самое главное, о принятии решения, вот этого рокового, фатального решения о начале наступления бригады вот тогда, в этом июне, значит, 1920 года. За что Гиви Романовичу глубокое спасибо и от меня тоже.
Далее понятно, что сегодня мы свободны от необходимости соблюдения прежних идеологических установок. И сегодня вот с тех позиций, на которых стоит наша историческая наука, только вот сейчас можно правильно понять и оценить тот мощный, и я бы сказал бескомпромиссный, воссоединительный порыв юго-осетинских лидеров. Они уже тогда прекрасно понимали, что без единства Осетии вся их борьба обречена на поражение. Увы, эта необходимая для полноценного национального развития политическая цель так и не была достигнута. Осетию разрезали на части между РСФСР и ГССР, сломив при этом отчаянное сопротивление юго-осетинского руководства. К сожалению, документов, проливающих свет на механизмы воздействия на юго-осетинских лидеров, не обнаружено или, может быть, их и вообще нету, скорее всего. Такие вещи обычно делаются кулуарно, значит, таким подковерным порядком. Мы можем лишь констатировать итоговый результат. Южную Осетию все-таки включили в состав грузинского государства. Хотя, казалось бы, после геноцида это было бы заведомо невозможно. Я в грузинском архиве получил, так сказать, оттуда скан давно малоизвестного документа. Значит, этот документ очень интересен. Он, смотрите, что речь идет о политической репрессии, как это заявлено, да, в названии моего доклада. Это выписка из протокола объединенного заседания Революционного комитета и парткома с участием ответственных партработников Юго-Осетии 5-8 сентября 1921 года. Коллеги. Сентябрь 21 года. Слушали вопрос о самоопределении и политическом устройстве Юго-Осетии. Постановили, первое, признать необходимым образование Социалистической Советской Республики Южная Осетия с центром в городе Цхинвал. Но, как мы сегодня знаем, значит, и интригами, и давлением грузинского лобби в Москве, и прежде всего, конечно, усилиями зловещей фигуры пламенного большевика, как это принято было говорить, Орджоникидзе, была произведена политическая репрессия Южной Осетии. И этот самый статус республики автономной нам отстоять тогда не удалось. Нас понизили до автономии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь они пишут, юго-осетинские лидеры, Социалистическая Советская Республика Юго-Осетия образуется в границах, соответствующих наличным этнографическим, географическим, экономическим условиям и так далее, и так далее. То же самое политическая репрессия состоялась, и откусили целые огромные куски нашей национальной территории, об этом сегодня тоже говорилось. И сегодня мы имеем практически обрубок того, что было. Триолетская Осетия де-факто уничтожена. Значит, не осталось осетин в Коп, Корсегон. Арве Конкашудине, где военно-грузинская дорога, раньше она называлась, между прочим, осетинская, об этом сегодня тоже мало кто знает. Тоже была отнята у нас. То есть Осетию обкарнали просто невероятно. При выработке форм, пишут они, федеративной связи между обеими республиками, то есть Грузией и Осетией, гарантируется трудящимся Юго-Осетии максимум политических прав. Какой это был максимум политических прав, мы хорошо знаем по советской истории нахождения Южной Осетии в составе Грузии. Это было подавление и ограничение нашего развития всеми возможными и невозможными средствами. Вот такой интересный документик. В логике такого рассмотрения, таким образом, геноцид 1920 года выступает не как отдельное единичное событие. Об этом подчеркнул в своем выступлении и коллега, значит, Санакоев. Это проявление системной политики грузинского государства в отношении Осетии. Это не единичный трагический эпизод. Это выражение сущности грузинского государства, которое раз за разом проявляется геноцидным способом в отношении Осетии. Вот тут надо поставить вопрос, а почему это так? Ответ на этот вопрос требует специального исследования. И коренится он, конечно, в том национально-культурологическом коде, который господствует в грузинской государственно-управленческой и интеллектуальной элите. Той матрицы, которая раз за разом воспроизводит один и тот же политический механизм подавления со стороны тбилисских властей в отношении Южной Осетии.
Но это, как говорится, другой вопрос. И дальнейшее, значит, пребывание, вот после вот этого вхождения, включения Южной Осетии в состав грузинского государства, мы знаем, и я его исследовал с точки зрения вот этих попыток воссоединения. Попытка 1925 года, которая была остановлена тем же Орджоникидзе. Кстати, есть документы, которые с очевидностью указывают на то, что он был одним из ведущих организаторов геноцида. И по злой иронии судьбы Владикавказ долгое время носил имя этого человека. А в 1936 году попытка была остановлена уже лично Лаврентием Берия. И в 1937 году под его непосредственным контролем грузинская НКВД собрала со всей тщательностью всех до единого активных носителей осетинского национального движения. И 236 человек было у нас тогда репрессировано. Здесь тоже, знаете, есть цифры, которые ужасают просто. В среднем, например, процент расстрелянных в 1937-1938 годах по Советскому Союзу составил цифру 19,6. В Южной Осетии расстрелянных было 44,4%. Этот показатель, он просто в голове не укладывается в нормальном сознании. Единственная, значит, этническая группа, которая еще подвергалась такому же жесточайшему преследованию, это были евреи ашкенази, значит, грузинские. И они, по ним было, значит, мнение, что они не способны, значит, к ассимиляции, поэтому их надо истребить. Вот такие были дела, 1937 год. Нам, конечно, надо помнить о геноциде 2020 года. Просто потому, что если мы такое как бы забудем, то, конечно, его повторение неизбежно. И в этом смысле, значит, мы сегодня здесь все-таки должны поставить вопрос, что делать для того, чтобы исключить в дальнейшем повторение этих трагедий. Вот что у нас образом. У нас один единственный выход, который раз и навсегда закроет эту проблему. Это воссоединение Осетии в составе России. По крайней мере, я других выходов не вижу. Спасибо за внимание и уверен, что сегодняшняя конференция действительно войдет в историю. Владимир Ботазович, хочу отдельное спасибо сказать за то, что вы эту конференцию решительным образом все-таки провели. Владимир Ботазович, спасибо за приглашение, но еще раз одну справочку можно, я такой коротко. Вот здесь было заявлено, что, ну, может, это из-за незнания или не знаю как. А это очень интересно, что мы провели фактически сегодняшнюю конференцию, но 95-летие геноцида мы очень на таком уровне отметили в научном институте в 2015 году. Константин Петрович, Мурат Кузьмич мне не дадут соврать. Но это не потому, что меня как-то пиарюсь или как-то. Наше 95-летие было отмечено в научно-исследовательском, а 100-летие в ЮГУ. Это тоже должно иметь какое-то место. Да. Спасибо. Я что хочу добавить. Во-первых, для нас важно то, что сегодня произошло. Я это считаю масштабным, международным, научно-практическим событием, форумом, конференцией. И даже то, что сегодня, вот, зная ограничения во времени, руководство республики, во-первых, и сам президент, там и возложение было в 11 часов, потом сегодня похороны в 3 местах, и все равно президент нашел время, пришел к нам и по большому счету открыл конференцию, обратился с приветственным адресом к нам, ко всем, еще и выступил на тему геноцида осетинского народа. Понятно, что год 2020 обозначен как год памяти геноцида осетинского народа. То, что сегодня до конца конференции присутствует премьер-министр, знаем прекрасно, как у него там со временем и все остальное, дело не в проворот, это касается и спикера парламента, это касается и представителя комитета по науке нашего парламента, вот, это касается и генерального прокурора, министра МВД,
КГБ, то есть фактически люди, которые проявили этим самым уважение к университету и уважение к памяти. Трагическое событие 1920 года. Огромное вам за это спасибо. Огромное спасибо всем докладчикам, всем выступающим. Выступления были все на уровне. Вот. Для нас была важна и правовая оценка, когда вот выступала заведующая кафедрой уголовного права. Важно, чтобы была дана оценка разная, в том числе и правовая. Спасибо, еще раз говорю, и тем докладчикам, которые выступали из Санкт-Петербурга, из Северной Осетии, Луганск. Должен был приехать еще и заведующий кафедрой уголовного права СКФУ, но там тоже жесткие ограничения и никого не выпускают за пределы России, поэтому известный ученый юрист, доктор юридических наук, вот, не приехал для участия в работе конференции. Пожалуйста, если кто хочет выступить, сказать слово, реплику. Небольшой пояснительный. Да, конечно. Только не после 20 года мы Костой Георгиевич Кужев. Что вот мы потеряли часть Осетии, Тиролецкую Осетию потеряли, Терсегов потеряли, Кудугов потеряли. Я просто поясню, что когда в пределах российского государства впервые выделили Осетинский округ в 1843 году, то центр Осетинского округа был в селе Косет, Кудыкоме. Я еще раз повторяю, что центр Осетинского округа в пределах российского государства в 1843 году был определен в Косет, Кудыкоме. То есть это был тогда считался совершенно вот центром Осетии. Спасибо. Ну, 4 часа поработали на славу. Это, можно сказать, что было такое вот расширенное пленарное заседание нашей конференции. И итог, я думаю, что касается резолюции, мы еще посоветовались с Дмитрием Николаевичем, проработаем, допустим, обращение прежде всего, может, в Госдуму, в Совет Федерации, к руководству Российской Федерации, потому что сегодня для нас самая главная надежда это в сторону Российской Федерации. Да, вот. Я думаю, что они потом по своим каналам, по дипломатическим и недипломатическим, сделать все возможное, чтобы тема геноцида она зазвучала. У нас, как говорил президент, намечено много мероприятий в этом году. Еще будет одна научно-практическая конференция в июне. Скорее всего, она уже будет проходить в стенах ЮНИИ. Вот, с чем я вас и поздравляю, Роберт Хазбиевич. И будут еще мероприятия. Во-первых, мы уже проводим ряд мероприятий на базе ЮГУ ТВ, когда фактически воспоминания родственников, тех, которые подверглись геноциду, они в эфире рассказывают об этих страшных событиях. Это и отрывки из книги Коста Петровича Пухаева, их тоже зачитывают наши студенты. Это и титры, которые идут параллельно на английском языке, на русском, чтобы весь мир знал, что произошло, что происходило. И то, о чем я говорил, еще раз хочу вкратце. Нам надо использовать все наши знакомства, все наши ресурсы, чтобы известные эксперты, известные политологи, известные журналисты, международники, юристы начали больше активничать в этом вопросе. А мы должны сделать все возможное, чтобы все эксперты в один голос, я имею в виду именитые эксперты, заговорили про геноцид осетинского народа. Для информации. Наш парламент Южной Осетии обратился к своим коллегам в Российскую Федерацию, это и в Государственную Думу Российской Федерации, и в Совет Федерации. По этому обращению создана рабочая группа в Государственной Думе при комитете по связям с отечественниками СНГ. Наш возглавляет эту комиссию, эту рабочую группу Водолацкий Виктор Петрович. И буквально вот перед началом вот этого месяца мы получили письмо от этой рабочей группы, что в этом месяце должно было состояться рабочее совещание во Владикавказе, после этого в Цхинвале, и после этого уже рабочее совещание в Москве с привлечением наших юго-осетинских ученых, северо-осетинских, а также они привлекли у себя в Москве тоже видных ученых, которые поработали в архивах, и мы должны были обобщить вот те материалы по геноциду, которые есть и у нас, у Южной Осетии, и также в Северной, и в Москве. Так что вот мы все сейчас знаем, какая ситуация в России, вообще в мире, и в связи вот с этой ситуацией все это переносится до более благоприятных времен, можно так сказать, до спада вот этого
коронавируса, так как мы знаем, что даже в Госдуме сейчас запретили проведение пленарных заседаний, тоже уже дистанционно работают и в школах, и в вузах, так что вот работа по линии законодательного органа Южной Осетии, Российской Федерации, она идет. И во время даже личной встречи моей с Водолацким и с председателем комитета Калашниковым мы были заверены в том, что они поработают настолько, что Госдума примет именно тот вариант, который, рассмотрит вариант, который мы совместно подготовим с теми материалами, которые у нас будут. Спасибо. Спасибо, Алан Сергеевич. Я еще раз в завершении не могу не поблагодарить рабочую группу, которая сделала все возможное. У нас был вчера форс-мажор, дорога была закрыта, потом ученых не выпускали там и за пределы России. И вот организовали сразу же в режиме онлайн, в режиме записи. Это все надо было сделать молниеносно, без времени на подготовку. Александр Джоев, пожалуйста, человек, который фактически организовал техническую подпитку. Это и Ирина Татаева, это и Алла Алексеевна Джоева. В общем, многие наши работники, вот те, которые зав кабинетами этого конференц-зала, на самом деле они совершили очень такой вот для нас, для всех важный поступок, что организовали в кратчайшее время вот на таком уровне работы этой конференции. Спасибо вам.